И сила то кош, багажник чего долларов, моды сандывал это. أبو كيو سير خاطر شو Во, сила то кош, да, это багажник чего долларов. إيش моды сын, а вот يتوقع الوقت بوق багажник مثل وبخيان هو بيحكوا كنت يوقع هذا بخيان وبخيان وقت نقول إيش شون بين هو الميزيش شجرة. Ja, det är faktiskt bra. Трансформ tradition, он тупняки настоящий. Аз халга хатар хинса хот дона питимясна машни журял хунтхина и вот что чухуда дехтер до дицанasi. Хал дон за форум чадат дона чукуши хумш. خيكان تيتسايا جوسا دعبه هو خليك شلو تقوى شيء. Я она действительно дукка хатаршни слушунду он за аудало ошот она папыш бац церковный. Це от бабушні, це ні, біда його що за інформацію чуєш. Така войн мукус, а дурачок, я не дон. И ой, молнис, полностью, ишь, ты чмук буч, бу. Ага, мауду, она цигельца на хазахез дона, يودي ساعات تيسالو دона, så öden har man ager chukwasanis. Bas så chuya va chu ho slish fazla forum chai yer khais. Iroli ker so dukkani khez minimum 10 лет назад kezdődő. Короче говоря, духово прошло. Крутую хакинг халди ходус. Ну, Крутую хакинг халди ходус барс. غير تخلط يا شبار تعال هو اشتغل تعال كان تعال ما اشتغل لا حبيحك الدولة سيد كتواتيش لا تصام تلوش لا تبولو بابو لا سو هيت أبغى أجي بدرت دين يا ما لي بقى هو نشيط داش يا ما لي واش غير برات بزات يستعمل ميجن شتير هنا أو ناتي هو شاديت مهج يصير زبطاش يعني تعوش تزيد من تشتغل يرتو يقعد زبطاش أو شيء وين ما تصير وانا دارك دوني شو خيون دايتن سو دونا شابشي ما تصير تنطيش تنربش مغليش وارت تعال سويسنا شي قصاك بيال دونا خيت يعني تنزيل تو دير الدنيا دو ايش تبيو هم يقدلت سو كديغا دي يوكدو إنا أنت قاتل بقاينك هاي بقاينك هاي شو تكو شو الناس قاتل ولد على العيوج Ich пасхальный хил стола мегон. Да, красит. бабуш теша сих сечка мамават сих дона ткапельники чум макусно я ва попышет казино я дона дикто за бентли и это ахт мы ищица Иштиш, це іще, це га, це асумшен ойле. Чисто церковне дона і до брос. Покол хучо, тер дасте дона мічер худу. Хотя Бог also, Бог аж, дейл Бог, ма дейз аж. Тешняет. Вукан тем борется, ако мічер хаяться дона. Isso интернет, и фраз забистиш дона, минимум 10 лет дон. Ханта холе, Витер, два штат дома. Он даже последний раз в форум Чуахелла, ну, как раз 2010 год, 9, 11, Иштханец, так, даже духа редукцию. 10 я гарантирую точно. И мулькиош. Именно для православных класса. Мусульманская классная акция. То самое удивительное. А дурачок, я его учу. Als dat, Kirill, dat het waar als je يعني 10 بعض ولا نباشنو بعض табишен беке отцелёч удачный день хорошо поел хорошо дона
Кутам вот он. Хороший кутам выложил, да. Хорошо прошелся по пашне, да. Да. Это интересно, где бы поесть. İskeç stüç, ütürlü stüç. İtalyan داخل عيوديته hurma atırsın. Dek sahalarında jimza pomnitin de ona hadisi. Niştum dokon. Sağolca roz halvel kâle. Dan dina saros kvartlas da ona saham din olsa. Hatta şunu. Компьютер что, Хазаруса 2. Последние сутки много какого года. Asta Бендером долмасущий багаж. Вариантов на отъема денег у граждан на без нарушения Уголовного кодекса. Он дальше, он всякое, что обучение и что. Расписаны. Наверное. Ja, Çardak ve Kisner. Что интересно, да, что июня до ответ туда до Аисер. Fattar duše, Holoruše, do došte omovane. Je došte do na čakaj vacija cahit sudes. Potsal do na bahan dolte da, šahizvit. Sama caua čaco voš meiker vaci. Šeit shvattoni konkrete do na mudra dica jodia, još je dica dit na ono. Aisa okuča wala ali waldo. Itsehuice do bakčo haškoro do. I ugar lagavek do, I umjač kušumsa do. Čo te duvolčo. Чуйка нога борщ, штирлиці сон. Я эти давно собак знаю, ну, те вайгуш поборш, ну, самый нижний вовсе, да, ординга буа удо. Айзе, авиано. Вот, то есть там есть говорит, да. Шипа марсани до наптибаш. И луш ват, да, на хеляко, да, на язычнику махтяш, да. Если среди вас сын Абдуллаха, да, на гоняден, кутам, что ему ответить? О, пророк Кач, ничего не говорите ему больше. Не отвечайте ему. И что, ладно, твои заводи. Знали, цвинтету эдеридик. Виндетто, да, ему это, громовержец. Зевс, да. Что ни слово, то молния.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حامي مخوي وين سيلا يوشو مكي شورخام خلا بوتجنال قانا وسمنا فيورال سريدا دوختيش 26 год شهر رمضان بيت حلخر ديدو وزغلوش الله دالا بيركة داش بين خيل وينا هرمار خبوت وزغلوش دالا هرمار خبوت لار إيمان توفيق مقشل غورة نيسا ريسا بيركة لويلوين وزغلوش دال شيقية تم دائما مسوغنة إبيل غوش بتيلوين شكما شوت إيل غيلوين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أوي ماشي يا الله إنت حلقة ما تري أنا مشتاق Şimdi de daha gut. Это Парасием, идут. хан Я лоч, ловлю. дуешь? Парасием, хан лоч, ду. Te hundi var så idon sen så då. TV شاف kan خوش موات بارتوا Жудыклаш идон. Co się holt na opravdaniu. Hakać nie na opravdaniu. Kucho kječina. Inziricho. До судного дня осанкячина. Кэба что хуяла сахима цалта коровай. Кэтэца кэба хоба дэтэж. Давали 17 часов, 16 часов. Я мам и что дать, ну, и хотя мало, то жидкость, эман мадай кола шеум шмил. Это моя вообще жестокость. Тем более за ицок, что вас эду, за цок шея. Я амам işte de ona primero. Pasadena. Sayva is a revés den. Intani Salgani. Taj Titam Simi Wismi Nas Hins Mustalawi. When Hinsa Volo Sahlu, Hinsa Daga Watso is Iatsi problem. Problem છે büyük yaş bu. Doğuş da bunu. Ya man doğru. Saya oldu. Duk ya dikkat et. No بعضه هو قاعد يشوفونش صار يا يربوه Варс, мама до типа قول هالوارتوش خلو элца хандарق حوشو جا işte ya amfuli soya çayçi doktor итюш цахля фугаш долдош цалатик лац قيوش No da. Saya reterdo. عادي سريع. كان ده عدو شالو بيرجعلو ليدون. Absolut. Bir doktor hiç. Kendine gidon. El payı da diğer. Tuş tekrar bes tuç da onu peki var ya çiş olsa da. O kadar o etkili o kadar o kadar olsun. Yani ögüt bal tek deşlerle. O durar şey da yazın onu. Bu güç ver. وچم جوابه شلایت قد مصر Ya دوا بورسم طيب حاجر ماني عمات طاجر ماني قريب شبه ده صونت هيالار شاد خلولر سيد عمودسون بحلوة وصو da maşallah öyle. ما شاء الله لا بركة لا والله شيء تعيش شفالوش نوع راس شيازوش نوع. دلا تا يوتي ما جزام ولا تا فيروس مش هتخد تجاوب خنت وبشدة قاعدين كروتش داقر اللي ترسم بتصورك إيش انت سميت إيستا خلاص انت вообще голос дателиуса جو ورلوش خلشال ملو برباليو ليش تعم بنية محمد ولد تعم بنية ليش ديلات ايس ايتا بزريتت ايتا شمو داتل
هاي إدونا بليتsa دونا شو سكور يوتsa شو постоянно врачу ватса Сумач, система вот система телефон да туи по непонятной температуре сун градуsun важадуsun вали симптомс описать его царе ханло цадеши де коде айорсала юхтуоле что на регистрирует его регистрировать, а ты он сон будет из-за... И туа телефон твой аланцаг дон цара действительно тебя ярш эпидемию хадон духсе еден да югорё дон яца дон цара шиде коде дальше та юхту худумел дон хал дон обязательно дезон его клиентский вирус Принесло барсу на децерин. да маршал да и за вирус ла два штатцы дон цара нет за вирус остерд дон شيخك 11 نبوش بودك الش زازا чуцей вот этим дистхал шарсо. зази хан юпеча оли ой USA ши, по-моему, да? А? USA ши, Америка. Что есть континенты, а Да, почти 10 часов. Идут, если я не ошибаюсь. он обычно в 5 утра гокте. Войн, по-моему, говорил, что обещает ход. Люди дома разница в доме. Хоёчига дома. Любой цагаал халаати хару. Хоёчига яасан. Мялю разница. صدقي تربورس أحبو. Окей дома хуйвар. Браузер чуа. Он хай хоёча мастел махай. 18:47. Вот. Кого чему? Скажем, любой цагаал халаати. Тия дона ока хадюцэг богдала. Сун 12:47 год тига дон. Дин далки мою тига. Иуда. Выключи ишт. Daц. По городам. Так, общее время дона США 17:48. Из-за даты хузур местный нагю сайнаг 11, 10, 8, 12, 10. Точно мечается речь, он точно хан хузур дац. Время в городах США. Ёк моей метка. Вот. Интервал юкона от 8 до 12, даже до часа юкон. Может быть, Халил дом. Представь, не? Шайл города, что умеете? Любой дом. Все города Америки. Нью-Йорк я дом, сахт должен дом. Делкин, да? Да, делал. А примеру дона Лас-Вегасе, 09:49 урюду. Юки яхта еш, лат плоский ду бохту. ديتا خالي. طباك ده شغال وتعش خيش سقوش مدو يدو. عشان بقى حمدي قاربرز. Det var godt. Dita mig dyt. Tak lad du op, og tak axler nach mig.
Anda Tanrı mahkadı ona. İşkoşka, учитель, бац, бülbeliyer, masaya çok yaşlı. Ame araş matematik, ve ame araş истории borçlu. Tanrı mahkadı. هدوراك شو قدري بني مدد وانا لا طلع شيء بوك ثلاث بوش شيء بوك وون شو انك بوش ده يعني ايش Şerbek vamos da waxna vamos ter que mais ela desbüs mayetan. انا مش حاجه يا دو ويشين ساهم شد في شيء فرق دوش لا مز ده شيء غز ما هم لوش ما خاب شبوك ديس يقب سال شادي سايس قبل قبل اتمارا زجر واحدة دنشو احساس قب دهتوني قدا والله حتى واحد اما باش ديل دش بتصخخ ولا شو اجي طور تبوش Della هي البلاجيني أزري بيجي هي أجين ميال دولا Конечно, это сущность, это борщ. Мы ожидать день за днем хагучу, что мы это не отчини бьехали. تيلو حالات دونا آيات دولا حديث دولا دولا أزيو كعكرت سنة كم دات دولا أز نرجع ساقت هو истории دونا и комедии сейчас там советские комедии что французские комедии что свидетельство до в основном хажам советский чай хажар а второй плане французский наши ты حدش دوش ولش دوش حاجة واحدة وطلع سو ده اللي بيقول لك إبراهيم ده ماشي كله ده إيه قوة просто до айсбординг любой до ми беда яца любой лек حاجة عيش ورد شاي حاجة وش ورد ولا ببقى ولا تقوم تبوك دو فينوس دم دو بو على ساخي ولا شو دو دست من دو أنا أول شو ده استقبل مش вообще كامل ديكلاب بس كامل ديكلاب بدأ التراك دي شديش ما در ده دارت يا أخي تدوش ده إبراهيم ما نشلت كيف لو شمعت سيدك ما شاء الله يلا مجي وصخان بنص روجته ما نشلت Insto Ellek sedit svišvi. إيش هون تدي ده قالك بلوري بوتي توري بلوري إيش هون إلا ده هون قد يلخن دو بو قد يلخن توتي انت دوخت انت دوخت ده انت قد يلخوش شفت حزاتس كده تقول دي لا تقول حلقة دي لا بوحدة بالبي شو حزاتس Kaldır bu işte dünya şaşdığın adam. مفتي طوعت وردون أنتم مع والد Satanla mette هم عاملة وقت من شو بالا بات ودر حياة خدت جسنا ايه قد سان لندن او وطننا واسطة حيزي اشتروا لك شيء ضو شكو اشتار تا هناك مليح ولي وجه دولة تا شيء هو كتاني كان سيتا كان سو كتون قال هما تصدوا بتاع شعبات وشيء عملت الشيخ وقنصاني بواب داركو حيخ القنصان سيا انا بيا حيبوضو فستادي مدر حقوش راقصوك دولا شاش بوبو شاناخ دويت مو بدون إبراهيم كاب شاتو أردوي Halk Ничего. in Surajah Kelu Epetich. Zaproś.
من سورة أدم هم صحية تشتع بصوبة إياه صبا عشان بولمت دونا min saja don wala siniro otri hadi shum shur dona e mar qabrala fakar fa sa hadis gitat don Обязан доучить дать борс. o e shot so kig der don so samu don хотя бы don sa otso noch post al khadis ta mu khadi uraza al khadi mu Пост. ida bin dat so amin sana metti gado ara çok şansa te pamal na musu don Да, да, туда. a müşahede tiyaşus İbrahim homo hayşun sani hay don sa hama duy sana yazın Hårdare som hade. ne Min det hårdare som hade. rindetten Jag var må inte Ibrahim. Jag må inte بقى طلعش. edi algın sakar sadorus amin don ay edi kadatış edi algın Я хочу домой. do ya modu da otto do Allah hon de Allah sos do la guttar hon de do şad hon edi alhustos i kabert edi alhustos mu kobarda Şedegata modni doštāks, man vienīgi novu doštāks to, ne? Mums mēs tik oči to, te dialber. Edilen elç уже дома. И Вот, контроль печать. компрометированы, и дош. Пойд бош, да, концерт, шеше, дош, du te dilen bo. Да, Te dialber уже шеде гидо. просто Ibrahim завид по-вашему. Что соцсеть. И мой характер. Главное, я мой твацек. Ibrahim. Ne işte oldu ona kalır ki vas İbrahim, on kalırsın. Я очень надеюсь. Если что, очень поддержку. براتانش بكا ليه تشوف تعليم دو ودهم خلا عقوسر بكا شاهد دوخ سامز دوا ما عندناش دور اللي قوق دور. فابستيات الصبح Это а вы еврей? Ну, по обстоятельствам. Вот. Когда как. Герой, блядь. Кстати, Ибраим и Муса поемардо, дина حقي يشتغل رضا 9% وقريات سيمس 2 إلى رايزين سيمس أديد يأخذين تيشو Сейчас Ибрахим так. فقو سيخسي أوقع سيمس 2 يشيين سؤولي لا أفي سألنا خويت وش قالوا فكا وايا لزي Эти дола хаттер духовное управление дона, те молодц, мог толковать до дохич. 100% وايا ديكر دون. Isa وغا نوشا قاعدة دو разборки ريال. Дүйцер تدوشا وقمت حقواش حجروشا دون. وانو تغن ديل عن دين وغنين توازو. قيوغة تحانم. خلق يترمدات وضع ديش دون. صح. وديدو تا. Потери шурк до цаню каадо. Да. Наркомашу кахоршош каню кахунцовшиш.
هرستر وات بورس هذا سوسا تيسا إمام شويش دون دا ما سمو ديد دا كوش ما بيعرفوا دون تصوتيش دق همشتاش بشكني ومتروت إيه بس نشرت خيوطة تاخدي أقل خيام دق وحد اللي ادهدوا على جيش دا تيس كاتش دا جيش شغل دات جيش شتوش بتتادي بس إيه نسيت البوبا نيش دي جواي دي شو نهار يو ناخ ريزت أو لا دي حقن باري تصوبر دي داو غلق داو والي دا جيش كا أشتغل نعوض شاجيش دا تسير تيجان دوا شاجدوش نعم ما برجش تاهم придумать خلاص مدرب هيك ما يشيخ ساعات بيسون مالر بو دواش تبايك حدا يو دق دو دا شيش كسيت دا أرشي دوش وغلبو بس شيء دا يعني عمت بنات واي دا ستروغا دو يو قشت وقت خينا شوط قوزة أمي عايز بار تندي مبوش شوق تروت إيه بس نشين يا خور خزوت خليس شو دقيت وقت خليس كوي حلوش ميتي قوش عجالة بيرشن هروات إبراهيم أكبر زوري حول شو حلوش شو تاتا آخر قن خوخريات يو بوصل يوش داما يالي تيك توك شديلا يالي رسر وتوالتي بريت ديالي الموي ده أزرقات شقوش وخيرت يالو ده أستجو إبراهيم دو حتى وري أكبر سبوش وده قولنا تيو قلاندير قطعدونا جنيسو لدونا قشعتا ها تيك توك شوري تا قشعتا غلاتا جنا تيك توك شو شين بيسن بيدونا إبراهيم دو حتى هاي خين داونا حلقة يالي لرسة تشردا شوز اللقصة دونا قشين شيني فيريا دونا بو عيازيش بس وده ليه التعيين بارس تشردك دول طيب تيك توك هاي خين دول دوچ اويريو Доча уже свой хакуш и уже юли не царь. И пал бац. Хуйхуоца нах. Доча хуо лич корицу чуаздонца нах. Да. Доча я каю. Церра дона со волердо осте халтавар лосо до таши дуаша лушорсо. Хал эдна васриенча цуга тасум хат лушо лерсо до этии سيزا من الصغار وإبراهيم صدق السلطان حيو أي ترى نزميتي ولده ديل دينا حال سيلر كتبنا حدو صح الله يقول عارو تجوا عارتو مثلا زي زرش ويا قاي تجرب سواء عارتو يقول نقول ما يسو в гостевом режиме дона гостевой режим бош пахнет туда حوش أوان شخص أما بيزيس يقعد الوجه انت عارفه تجوا دول هل دو أقع تعبيش دول هم يقعون هم فزم خزي أو كيت والله حين هوش دول حين ديس لوش دول دول واش عليه شو просто واخي عدونا تتعبيت كسجل حيات سجيهم دول но сучу я зиди комментарий сейчас здесь отделать вот этого нечего Isa عينيو عوالة تلوزر واحد صنع عوال دو دوانا شيطانا جيش دعوان خيرون سيد دايلا عوال دو سيد فهرك عوال دو أوقع بحث إنك واحد حتى شو دو يتسموك كوي دو هي شاو دو شين هدو يستدو يوشاش نو تحجيم إقية ولش دو شاوير ورسان بالي دو إشيقية تنتو تحجيم حبيش دونا ويقوى چوما دوش سير شي كوش وروري دو إيتزات إشين إيش مال بيتنش بوي سير كوش الويرواتري
Ну, це белка. Az märz stelt erheen. Alle cerkers dal, duistel 100 duits. Babusha duistel 100 dal. Borstel, alle amorejca, se akár عشرة van. كردي Boad وحلغايو se zwart dal. Change muze, wars. Maar dokkar dan, Allah, na'mat, na'mati, dan. Barakat. Barakat, tar dokkar bor. ده بوك شارك يو شيني أي مريض ولا يوكس كيساني جايتشوي قطعان ووش بات دو قطعان ميشوش بات Тыкчувен тоже. اللينش والينش في لا دي ساوند رخصدو أنا راشتر دو إذن ده تشوتسوا هو بحندو تير طبعا تبقى وين إدوان والله تير Staffer sig där självklart då hon var om så här som där. هو единственный громовержец могу Och det blir så om så. Men då var det stort så. الله سوقي سنساسو но винда то дол халич уга дакке сидер чук Det var så också det så. Går jag ju då sidor till det sen Красавчик ой. Санчо ам цалцем هما обычно что мы алма ولا اسيبي الله فما أنا واتي سامت اللي هو متورد عربي ورد مورد just أوصل شوية دعوة أي وكيك أي محتاج حالة أي وشو إذا قوان دعوة نيربي أتصوري يوخ بأري يوخ كيك حالة يتعنا مودش حالة بعقاري دعوة أي اني ديك ذات وري سامت روسكا جوالش أراب ورقة أنا نيستا شو اوش تداوا خلير كده كات كراس يا روش شاتلا надо где-то с 5 утра. Аирсо, ну, на матпита, да, то Короче, се набиоча, набир бандор, се дати, büsi яти, üri яти, delpi яти. Набозинча, набиок.
Još konzert, krasa. Čijeli? In češin distro duši. Ajo. Mozaika, kuhulertia, hahtää čersu. Ariel. Главное, какой проблем, что он чувал. И сел там, Юренду, на дух, аж 21 раз, и чуя вещь. Я уже дальше не помню, да, она к чему создала, и что. После этого напрягся. Дела борца, ходи халх, чума ялар ашу. Чего боялась, питала лавку. Это ночь прикол хозяин. А я что-то я как-то дюйся. Короче говоря, хашвахтин, чё я чё, козла дедом, соху чё. Ну, чувалом, то арвельч. Томас и тайнак, и выгорвящий. Ламу хочуош, чуош, эркуш. Догордяш, вот что. والله إبراهيم بوقف أحبون إبراهيم شوال أروح شوال أروح خدي أشخاص ديتا إبراهيم خاطر دبوا شرسة طيب بايت تزده شو ولا أروح بسكده Аж кеч, может, бяш буду, она аркабу. ده شيء إفترك يا شوش بوش صابر إنترنت بروفاوتر. Та, Юран, ламу хо 21 раз, а загоряш, что он чу арву, чу мета, напкет, буйный телефон, лаешь. То прилочи, чашу, вот что. Ибре, Юрий ламу хо, дола пробежки, а шамаца, олш, эркуши, дола. مسلم مشتیش بچنده تعویز تا شوات باید ما دات الرزام. دين ماشي دون. دين قايل اليودي أحمد دين دون. صدقنا لا طلب بوصل ما ينبغى غامات وحيدنا غاية. Marshall do Masagi lá, mas não tinha matado a Mixnat. مارشول مثلا. Não tinha matado a Mixnat lá, mas não tinha واحد ديال شي متى ديال a Mixnat كمان. إيشور هو يقدر وين. من عربي متى ديال شو أخذ. ديال مسألة ولا شيء متى. لا مزدي شو خليه شو كتك شيء هدو يتوقع إدين شيء متع دوز دي شدو كيش متع دين دوزي لا يعتود أجا دوقنا أخي موت عاملور بات من العامر شيء وده أجا ما بات هاي موت موت كيش موت هاي كشتير موت أدين دوش أغير شو هاي موت بون خا أخي يو دين بس دير اختيش شيء متع اختيش شو الخيط شو شيء غير كختوق شتك شيء قوم غير قشتوش هو ده تاع هاي غير قشتوش هو ده راح تعرفوا هم تاع شيء هاي قوم شيء غير شهور راح عوض المبادئ هروي توش ده أنا آخر يوم قولي كم قويه تاع كيف قوم نوقع توش ده ودو منو كم قويه هاي قوم لما تعال وجه تدلهم هاي مليون وهديش ما تخليها تدلهم دوي لا نوقع وده شو يا لا مش هي متحدة شوش خلدي شنو هاي متحدة شوش دوت شو حقيقة تمام مقش ده مقوش ده كأخي هودين دو يوحده هون لوت شو هتاهم لورش تدا داش هاي متحدة بيتش تلش بس هاي متحدة كم يعده يشيوت شو هوديلو وعربسكي ديلو خير اسم انت فاتحة دوش اضحك دوش آية الكرسي دوش سولم تا هون خطي سنانس سجيموش يحتاج عمده تل آية الكرسي سنسو قيس عمده تا
Total هم период خاص وارس وبشيء هون آمن هون دوش خلا بس يدين أتوقع تدوس ونزامو انتي وين ما تعدلها هرمان شوي يشر باتر وين ما تعدلها وين دي عند الهار عربي ما عمويتش تيجي يخش ألقن واحد يعتقي يوارداتر وين دي عند الهار نقط دي عند دين عربي ما كاون ألقن هالحيز يهشوات نقط نادي تبوستن بايز عربي مواتي يشبات سير جيروش ويش تقول نقش دايتن زاتشم نام شوجي جيروي أخ زاتشم نام شوجي مستر بكلنيني وين ما حكايو شلوب شبايز أونيس وين وميل بيزا صوبوش بو بعد قال شو وين نقشة اسمه شا ويقول هو بينا أخ يبقى مش بو كده بديت ويقول هو بيت مش بو يعرف وين بحكي كوي بحك بي وي غاسك بي نه اخ يقول هو بيت مش بو بيتا بيز يقول هو مش بو بيتا بيز وتيم شو ديت دي شاتا اخ سخاتسو اخ وقولتن هاي متى هتيس ولديلو هاي متى ديس هتيس ولديلو هاي متى هاي متى شيشو شواتا اخ يهودي لوتا شو تور ستيش سساهم لورو شوات سقوم قهيت شوات صحاب لاب شوات ها شو ازدير اختي شوات شون دات شو تيش ودير كديلو يلا اخوات مجعونة بزاكين دقوين هم دينزل يوم دين بوش إزوجاش تحقيق شو قطعهم المجعونة بزاكين دقوين هم مخز عادة دوش مخز القصوش عندر وين تأيوشهم در شادق ما تأشتر وين ويش غلقشي ويش نخشلي ما تعم إيش تاتر ما تدود قوة إليل دا إديزا ما دوقن دا Veteran, så alltid dona termata adüsha dona at olin elri olin aldezit borgan bayet da yok olsun. ميكان أيوة ها ولد دولين قال إمعاء وصل يلا دي ساكي سين مخو ديوش دولين قال ترك شو أقدر يعني يبور هاي вообще понятие вот смотрим мы чё хорбо оригинально Ha, evet tansara dona takigine roşat dona tona lamaz da amdı diye zella o vela takka yok yer. Ach dona guttara to amdi akura yol ki qita'yek son doatta dona saraçe çoğur. Taxto düçünde dona tu elek dona ha أخذون عدين ضالين سؤال بو ضالين الديزل وش اللي دو ديلك دو تو عشت دو وش اللي شاد همين وحوشين أخذون وش اللي إيقاش دنيو كي تقوغتان نقصي حوالي تحيني أحتاجي قدا موالو بو فرق دو نو ترخين رواري دو حالي أنا تسوى دو Hoe er uitweg, uit het door juchte was. Door derde hoogte die kan krijgen daar. Hoogte geluk had daar. Toen die naar eigenlijk gezegd is door je gemet ze. سونا هو غايان هواي تنويه هواي يا هواي يا هو زي الوقت بيصحوا تعالى هو غايب حتى هو اللي الواشله زوتوش دي هاول هاي زودو يالي نولتك دين دار واش اي وقت اسبيش نشوكش اشو تك دين دار جويو يتش دين دار جو كل وقت يتش تاليتش غير نفوكش كده هو انت يرت تلتش خان ما يزيون هاي تندير دين دار جو يتش وقت بيوس تلتش هو كروان تلتش هو كروان يا بوجه دين دار جو يتش بات لما تقدر انت هاي خليني اشوف ايش بدات بيزن يرت تلتش وتقولي إذا دين درجويات وقت قالت بورشنا بيا بين زودري بيرش دوخ شوتك اتان درجويات شو ديروات وتيجا تاهم دو ما نقولش مسارة فكرت ديش عدو تشخله وخيرها يتشلو ده توقع فكرت سودا ديش حي باخم بوي بيش دبل ديش برسنت شنالوش اشكال هي ملي ريس روح ليس وان بات يش وساشا دالور باش ملي ريس خودها جاي شونتو لوربات اي ديري شونتو هور شرع باخم حملو تيوا يجي قد
Dan ما يوحوا هو يقدروا انت ايوه صح هو روش وقت ونداش حقه يقدر وقت اخو وقت مش انا ملبله ليش ملبله حواك ما بيخي اوتر باخم تريخ كدش دا يوروات نحن شان باخم نور بات الوتك هو هو دات سو شان نور بات باخ اكون يزيل دات اون تر بال فيت بات هدو ها نور بات يلا ها صفيت يسمى بيد سكناه يقروا لي شوي نور بات بوش بالبورش نخبوي زودرش بيرش ما تبع يبورش نخبوي ابو زودري بيرش دوخ هايت سو فيت اخ وكر باخش بيت شاش نور بو كنش موجه دوكر دائما باخم مش قبر وش موي سامو بهر ما باتش اوكي تا ووك امبيرياش اتچات شو مدات منغولسكي امبيري ريمسكي امبيري سسني ده لبو امبيرياش بيرسيتسكي عامش بايس بيرسيتسكي امبيريا نلوك شو جو لاخر خلا ريمسكي امبيريا لاخر خلا منغولسكي امبيريا نلوك لاخر سخل او شديش تا ريليجي منغول ساما ديل سخل каждый мог свою религию процент вообще لاخر خلا церковь Руссия от налога освободительная хила. Это что? Hockey рючил тюрьмы, что цетиеш, да далеешь, алдал дату. Камди ахкан ясил варшот, ледерум шуй, церих мش пяша. Царь алвахата, царь дутик вашхич. نقطة ليه ليشيات راسم شو يحكي ترى قش بيفر راسك عدل يحكي لهم شو مولش وتعديت شو لا دوخ شو تعديت دوش خيت وتقتل هو نقطة خيروت شو هو كيتم هرغاس وحكي له تلقون راس كازوت арабский истории не русские истории арабские истории а وحكي له راس شو а кому وجه هو نقطة خيروت شاش ولاش Он гуш бокож, ветеран, гуш бокоймыш. Жмял гую. полноценный цехет он да что она نقطة كيف تشوفوا استعجلنا خشنا لا اشتغلت هو بخسقه يلا هذا استعجلت واحد دوقة ديال هو بحكي لا دوقة اسمه ويا وقع يحكي المولي دوقة تقول هو والش خلوا والشو يلا هنا كيتر باتر كده كاتشويت ريسك وات يا شلون دولش وات وحكي لا وات سمبادات راس خصوص نصير شايو شورشر روش المشي شوات ودي بيتش واتين داني يا تسابير والشو اكا هو هديلا هر دوخشي مو هر ما يحدو هو هر شي دقر والشو هو غدو غاه تلا سون ما تقوات سؤال حتى سبتين критически самоанализина дела суу тегутиан са нохчич удадиш хунд аж хайн са анализияш са башхлайуч дил шулча ака هو عاشوت وزاد دو يمثل ليل واشكوت يعني باشخلاش داليل شو قام هي عاشوت ساليل شو شم ساخواتر نوان يوك يهدوكو نحبو داليل شو داجي نوخشم دو زاتدش قام هي عاشوت تو سلور وي وتش تنوخشو دايخ شو قال لي شكر Eu achei que eles vão retirar o teto da ação. O veterans bok, kecho bok, dalat squartl ma biezitel ami. On gustat wa ahosh al cerkel chadona qan bil babu shandit sandalum. Shainu qadon duch ashbu dona idamosh den don. Ibesnash ash. Daro nah mabush navid do. Agush mabat. Song shboy. Kertan real book. Book real. انت فيتك واش تقول بوخ شو تك واش توليره واش ما تخلير بوخ شو تك ناواسته اها تك شوندت تبختم تمو يودو هدوتك هو الدي تودت اش تزوت شو باخر بوخ شو مش دوت مو هيل دو تزوت شو باخر اشتيلر بوخ شو تزوت شو باخر بوخ تودش دوت شو اك كده قيمه دوتيتهم مش دوت هو كل الواش وحش تك واش سابر دي باخر انا نوختي وي هر تايلر باخر بوخ تزوت شو باخر بوخ تود شو اكا هو تام هوت وخايا يتور دويدو تزوت شو باخر بوخ تعملوا تزوت شو بار دينن بريزات دوكو تبوسول دينن
شو الله خن سام إلر رسالة وتزود جو بار بخ سام حلو تيتا إل دي توي الله ياتيو مليون تزود هدو تزود أخ إذا دين بريزات دوية إبيتش يوتش إدين دوتسكر رازو دين تحوش يوم دات كيرنش هذا جايز وعاقو هم نشيو إيش يدلير شو يدي هدوح ديال هلو مش دوي إيش دعلير غير تشيوش ويا هودي دودال مارشواتش قومن خواشنا قومن سي الوريوي أك الله دوح لي الله شبري أك شو شيء الله نقرأ سلوشون قوري أشكرشون أك جروي أمي لورشون سولورشون نو أش قومن نندو زينة كهما الواليات قومن زيد الناحية ودي دو هرسن هرتير نشوش سونا مدال ويهت إمينوي فميلي يوش توازو يشويس هر تجنا قومن ماستوك المدال قصدو يدريو قومن ماست إيمن في فميلي تات إرشوش يحيى ناخي نيستايم ناخ بوي إلات نو تام دوليو هر قومن ماستوك دا توازونا شون مدال ليز قومن واشتان مدال ليز الله دوح ليال شو الله دوح ليال بريدر أشش باريش يدو قومن دوح ساعات وان بمكشداتي الله دوح ببي ناتشت شو قوم تا انتريسيات شو قومن هم دات صدو شندو الله هو قول يشكلو تربو اكتو شون جروي اسلامسكي امه يعرف شوارشن خشون يلي ياتشن اشكون زيد دينا الوقت ما سيت كيبر فورتشن وخشو ندال شدو والبين راسخش والبين شا قوم ماستو ملو الاور قوم تدستو دوي دوي دالمو يترام سؤالي خاندي بقى شو خواش غيس خواش تخوتي علي رساك اكتبش جو خواش لونش لا هما دا استازوت جو باخر بوخش تبوش دا يحتوش مداتي جو تقول داتا يريد خواش تري تا سيريوس دو مداتي خواش درتوا انت خواش كرينه نبيت ساعتي ادم دلير اتل بيد دول خواش لتوك جو هما تخليري تا история сочинять сун хадилы на сочинять яш яш гинесун история яш гинсун даже гагинсун сачи ребят и хواش бог штат фильм تقولي حكم представление لتوك شمتل باقي لتوك الادم شو دستول شو لتوك شو تخيت يشمش تعلمت تعير ما هر تودش يوش تازوت شو يحيى تبش تازوت شو باخر بوخ شنسه بيروت وان بيوتش دغ سونا اخي استواقع شنو تسوي يشكو قد هما له شو حسد وشتك بويا اختي كيت وول ثاني من بالا بوتش ابواش ده بوش بوش لا انت بوش بوش دايما دكات وشتوت ثاني من بالا تقول سير سال اشتا زي انت كورتيري حاجه وانت تزودر شو باخر بوخ شتات هم شتيت und هيت سير كمل دات هنا إشكوش بوش هذا ليش يلا كلش أبديت يا كلش يو نلو ورا أختار هودي استعجود يعني رجال شو هربالوش زود شو هو يردو زود منوت جت إمرأة يوكي سبش سبي على شكل بول زود شيء كورتيري داكوتشريات استعيال شو زود يحسود أنت هذيك هدو إيش ورش بالله هناك بات كناش ناخ إشتجا لو تعزود شو باخر شنو ما تخلير يهدوك يتخوى شنو ما تخلير ويتك يلير بوكش يتخذ اخي يتشد يتسويش بالواجن الله اختي يشتغل شهر خلشن بوكش لا تيتونش يوتش اردوش خذات هر تتيقف شو انه شو خلش نوكش باك اوكي نوكش كم صح شو نوك نوكش جين يوك ام تبيش نيز دوك بيش يوك ام بيش بابات نورمالنا نكراسوس مالر сосчитать наперечет сердца благие, да? Эти действительно есть. Und noch schon da ja schon haben wir in der jetzt. Und ajim hay noch schon ja und sie gaht das Petrol. Noch schon dann hon haydo bu da koyos hak ya mı şu mol şu zukur şu mendon şu asiga ya mı asiga düç de kudu mol şu zukur şu din duk düç أكون ببوخ بات تك حوات بدك قال حواش وات نو تام
Et hagul bilçeri tüdnes düt ya sam hali gehtene. Ah tüdnes düt hun düt so kanik tol nel tüdnes düt. Hay migdele. İşte puskatsa diaştik hay twerp nes wal wel yilqa. وداج باب واحد تقوات بدك الوات كهيك شوات سبيتي الناس تعاو ما يات وتحتانا هش ينقش بلانك واحد عينك بلانك مش هيوتش لا تشيل هو ايه وليش اكوب هو سو ايه ولا تقوات بلانك وهاي estação de luz que para o plano que vai a que não tipo a kejer plano que cai o plano que o lacher kul يدشو kejer cai o lacher o plano hal lacher o kejer que não está até o lacher
لا ما شغل سيسر أباك سا هي مبارك رم بناوس وأنا قال سيسر سؤال ورا سيقوه والش هي نير ناوس يلا أقواسي شو تعمل ودرتي يا أخي ميو veteran. رم تعرف بناوس مبارك وين يا وين يعتقد شدو الله دو هيتوان بيني دو جماعة إيش دو نختي قوم الفيديان غلنا بات إيش هتأمو بات إيش دو سيريا بيال ميتشن ها بيال سير قوم مرشو قوال يرش بولنا بو إيش بو وين بيد شوت أسيات يحتوان بين تقول خيا تشوش إيش تقسوش خس هيت إيش دو سو الله دو هيو كيرو مش خس دوي تقوم دو هي مرشو دو هي لورش دات بوشو كار هيخ مش مبودي بيرش دات إيه غاد يش قام الله دو بيشبو الله شي دو بتسبيتشه لوروش داتse بوخشدات بساعات ارمل وكانت شي قوم ماخ شطان بيشنا خلق بيشو ما دي شوچه اذا تا قوم دو هي ماخ فرق باك يار شوچ تا چيست تا الله دو ارمل قوم بيشو تا كيم زمي شات ديش ايتك ميالدك اوبروليات لك اتونا تا امير خوت تا دين دو شولي كنك خوت وتتنا لكن هيدو دايوتي شي شامير وتو شاولي يلدو تو شتنك كي دالي الله دو بيشمون الله هر الوج البوكس ده اتوم حماك كابيوتش بودو زودري بيرش بودو اشكل هرتا يمن هربي وات اقول مال الحلال شنقول ايش دخل حوش اشبون حوش ويصمني ويت راس ويصمني دعوت شو بحث راس داك القشيح اك تعمد وق ودوتش دعوت شيء وجه يصمني قش بار بوخ تودش دوتش داك القشوش وجه يصمني قشوش وجه نيقا هوش يا بوخ دوتا يتودش شو قاد دوتا داك ايغاب داش إذا قومن تا هم يش داك أسلوب بيزر قول أتاك ألدي صبر يلا قومن دوح تدني أشعلدني أقا شو وكذا شو يش ده هنا نختي قوم بالبوش نخبو قوم بيزر الله دوحي هذه شو فلتر مليار بوش بوش يلا احتار باقيت قي نختي جواها تا الله دوحي هذه بوخشر قام كالكو سوتو دات قوم نت بات القوم مرش ده قتنا دات سوي قام مسيت باجر مرش ده هو خليت ده يات ونقش دوال نقش يوم حلقة ده كنا أشيت تر شوز ممت تلير وين بيروت وام بالي شلو تو بيروت وام بالي بيروت وام دابا شي يجي استخيو خير شو ما استغيدو نقش قومن دوي تا هوكا تا جوست كتاكل شه هروم شتا تملو اي تا قول هو يبو شو قول خلت الله ينقش نقش قومن مسدينش تا ما شو قول نقش قومن فدي عن تكلم دوتا جوست ابردت بديت دوكو تاجا ونداش كده عشو داغي ارسلو نوخشو داتي نوخشو محل هذا كان شويه طول بدو حليل واشتو ناتي نوخشي طول بدو حمشي ونيتش بات ومارشا دات ايكونوميك يا تاما دات واي مالنش سدرجات باخ شاخر دات وايش بير بات ماجك سدرجات نوخشي تو اخ خير دات نوخشي بوتشالت مارش يا واخا يدريو زود فابريك يلي يدريو واي مالنش ماجكش سدرجات يا شويه ها اتر هي مش بشوي داخل دات زون der noch chu wo hay will hay will sa geit die dort wollte und jetzt dort stehen die serie wir ihre box itu nicht durch والله دوي وكم ده دي تدات ايش وسد رجعت بير بات ايو شلو ما هي اخش ده يوري هي دين سنه حاشا لو وقت انه بعد قاش خير حاشا هو ميكس دات وقت سويتش لسن
А ты меня Выселение всего народа. Выселение народа. Понимаешь? Как бы ты относился бы к этому? Как бы ты к этому относился бы? Понимаешь? Это самое, определяли землю, перерисовывали карты. Алексей, просто помолчи, уйди. Да, радиомашка. Помолчи эту тему, и все. Приветствую, чеченским приветствием. Приходите свободными, будьте свободными. Извиняюсь, что у меня мой канал, вот вчера один какой-то халуй там меня спровоцировал и блокнули на дня 3, поэтому приходится с общего канала входить. Свобода — это истребление, это Просто- анархия, ребята. Запомните, Просто нет вопрос, свободы на этом земном шаре. Ни один... Представителям, ты такое взял? к титульной государствообразующей нации, вот вопрос. Зачем русским независимость и вообще государство? Зачем? Настя, ты спросил, конечно. Радио, ты пожалел? Меня всегда интересует, зачем вот русскому народу, я не знаю, титульной нации. На вопрос. Еще раз спрашиваю, зачем русской вот этой государствообразующей нации, титульной нации, зачем государственность, независимость и в целом Мы государство? бросаем ядерное оружие, мы полностью бросаем паритет, в мире наступает, грубо говоря, например, к примеру, Америка становится единым. То есть, как я понял, вы... Пожалуйста, вот это вот, Один момент. Как я понял, для русских государственность важна, вообще независимость государства в целом нужны для того, чтобы спасти мир, да? Нет. Мы живем в том мире, в котором создали не мы, понимаешь? Это правило выживания, вот и все, не более того. Но если бы вы в составе... Еще раз хочу уточнить. Я не о том, что мир создан там туда-сюда. Тебя, маленькую Чечню, оставит в покое, если Россия отойдет. Ты думаешь, что, вы будете просто улыбаться и смотреть, как на вас будут смотреть оскалы? Вы что, смеетесь, ребята? Вы, реально, вы взрослые люди. Не, вы за нас беспокоитесь или за себя? За кого беспокоитесь-то вы? Мир, поэтому я хочу понять. Мир делится на сферы влияния, друг мой. Ты о чем За говоришь? кого Россия, вы оглянись беспокоитесь? Зачем вам нужно государство? Зачем вам нужна независимость? Зачем? Мы объединяем, понимаешь? Кто-то разделяет и властвует, а мы объединяем. переживают, что им не достанется Смотри, чеченская нефть. какая вам проблема? Вы же можете спокойно войти в состав Америки, дать им установить у себя... А в чем проблема? Ты мне скажи, где Еще раз повторяю. Ты объясни. Вы можете войти в состав Американской Федерации, перенять английский язык, говорить на английском, ваш язык тоже будут там оберегать. Ты дашь гарантию, что мы будем в целостности. Ну, ты дашь гарантию, ты дашь. Вот смотри, Чечня в идеале, Чечня поднимается и будет подниматься, понял? И будет расти. И она и есть уже свободная. То есть для чеченцев это, да, все значит? Понимаешь? То есть все это ради чеченцев, вот эти все страдания, вот это вот все, вот эти жертвы, потери. Украины тоже ради Украины погибают, да, русские вот. Политика хотят спасти. Я слышал, что такое хотят спасти украинцев и погибают тысячами. Ты вот зашел просто из какого-то бугра, какую-то чушь несешь, и ты даже не смотришь, что в мире творится. Ну, ты здесь сказки какие-то рассказываешь, я тебе начинаете лезть в политику, прямые лобовые вопросы задаю. Замолчите за политику, вообще ничего не говорите. Это смешно. Я тебе задаю не прямые лобовые вопросы в лоб. Какие лобовые вопросы? Я тебе отвечаю, ты даже не знаешь ничего. Я тебе отвечаю на твои вопросы. Политика общественной безопасности слышал? Ты ничего не знаешь, понимаешь меня? Я тебе задаю вопрос, я интересуюсь, ребят, послушайте последний раз. О чьей безопасности идет речь?
Вендетта, смотри, здесь- когда начинаешь кто ты говорить здесь за ком свободу, нуждается? свобода это Кто здесь анархия, ком понимаешь? нуждается, Вендетта. ради кого это все Да, ты стучишь до него. происходит? Подожди, Рапид, ты мне не интересен, извини, ты пока, давай с тобой не будем, ты мне не интересен. Вендетта, услышь меня, почему ты такой Ну радикальный? тогда Скажи, что ты с мне тобой тоже случилось? не интересен. Кто здесь на Всё. канале, главное, что здесь? Вот Сейчас этот выкинут, чувак, не что ли? волнуйся, здесь... Вендетта, я хочу с тобой. Не знаю. Я не знаю. 50 на 50 и еще кое-что. Конечно, конечно. Это. Как это, да, друг мой? Нет, как? я не знаю. У нас нету таких. У Давайте нас таких давайте нету. сейчас не будем. Знаешь, ну, слушай, ближе будет, Сейчас расскажу, можно понял? тут кругами бегать, да, там, от темы к теме прыгать. Просто давайте разберемся, что здесь происходит. Да, какого хрена кто чеченцам от этого вот что-то для чеченского имеет, народа выигрывает? какая И выгода вообще, кто быть у нас подвесной? что-то Вот спрашивает давай, здесь, в этой ситуации? кто Давайте разберемся от сначала. этого что-то имеет, Просто так выигрывает? убегать И от вообще, этих кто у нас вопросов, что-то русские это не никогда хотят не нас, ситуация. у вас Давайте металлы там. разберемся сначала. Вот что не хотят. Просто так Ресурсы убегать от хотят. этих Вот, тем. вот Ради смотри, русских Украина, не то хотят. же самое в Украине сейчас. металлы Кому там. нужно это? Зачем украинцам нужен русский? Не, вот смотри, то же самое в Украине сейчас. Кому нужно это? Зачем украинцам нужен русский мир? Вот этот вот сейчас у вас гость, который здесь, он боится пикнуть, как их в 99-м году Слушай, Герман давай взрывало в своих послушай, домах. смотри. Вот Не, этот подожди. рязанский сахар, У вас там да, ты когда... сказал за ресурсы, да? Вот вы привели тезис, да? Россия Ты хочет знаешь, ресурсы. про рязанский Теперь задайте сахар, себе знаешь, вопрос. Кто еще 99-й хочет год? ресурсы? Вы Еще что, будете раз сидеть? спрашиваю. Послушай, слышь, ты мне Патриот, что сказал? русский патриот на 50, Я всё знаю, 50 ты на 50. Да, русский патриот 50 на 50. Я все знаю. Тебе Ну, слышь, обидно за мне не убитых в интересно. 99-м году, за убитых ФСБ вот этих домах, Буйнакский, которого взорвали, 2 в Москве, потом Волгодонский, потом Рязанский сахар засекретили на 75 лет, который случайно учение Пошел, когда говорите, произошло. Пошел. Наши полномочия как бы... Подожди, у нас же, ты же как бы... Хочешь Вендетту поговорить? Слушай, Ты же захочешь за поговорить, русских, ты мы с тобой патриот. троллимся, понял? За политику я сейчас говорить не буду, вы не готовы слушать, вы оглушены, ослеплены. Еще раз Вы еще будете повторяю, говорить за если ты мусульман? патриот, если Послушайте. ты... Вот меня, например, действительно обидно. В 99-м году погибли, как и у нас. Вот вы мочили, вы там вот такие, как ты, которых ФАС говорили, слали к нам. Вот точно так вот замочили, несколько домов взорвали. Вот представь, ночь, люди спят, и происходит взрыв. И погибают женщины, дети, старики, вообще без разницы. И какая вот атмосфера вообще в государстве, среди народа. Он убежал, И вот братан, это он вот- убежал. Он убежал. Ну вот так они убегают. И все, там, короче, ты закончишься. И еще здесь о геополитике, о каких-то этих размышляют себя, сказки рассказывают. На самом деле, ребят, я с Украины, я понимаю, что вы чувствовали, причем еще 2 раза. И я очень благодарен Вендетте и тебе за определенное понимание. Да, спасибо вам большое, ребят. Взаимно. Ну, тут вот эти, вот это, я не знаю, здесь это блокируется, не блокируется. Короче, осуждаю какие-то эти, да, потому что вчера один, я извиняюсь, мудак там, тоже на эмоции вывел, я ему там что-то тоже высказал, потом меня блокнули с моим этим аккаунтом на дня 3. Вот такая ситуация. Просто вот эти люди, они вообще я не пойму, что они такое, за что они. Тебя же томатов какие нету, у них да? ценности.
У них постоянно, что они люди маленькие, они не разбираются, они решения не принимают. Короче, у тебя же матов там нету, что тебя заблочили? Что вдруг? Ну, решения, если не принимают, если они вообще никакого участия не могут не выбирать ничего, от них ничего не зависит, что они тогда сюда заходят, как рабы обычные, сидеть и молчать, все. Куда? Всех спасают, они всех спасают. Вот на границе с Россией я заметил, что, то есть, если ты не лоялен, на тебя сразу нападают, а кто лоялен, то все, типа, ты дружбан, типа, тебя никогда никто не тронет. И постоянно все под раздачу попадают. Вот этот сидит... Да, расизм. Вот этот сидит что-то здесь, объясняет. Вот радио, послушай, радио, слушай, там послушай. 1000 закидывать его соотечественников вообще без какого-либо смысла там. Просто вот смотришь на этих, да, они, короче, понимаешь, что ты их нужно как-то остановить, мочить там и так далее. Но все равно радио, слушай, люди просто как зомби вот так, их туда ведут, бой куда-то, и все, они радио, как мясо. Слушай момент. Я был сейчас в Венгрии и был в Австрии, с детьми. И поехал в Будапеште, там есть возле набережной, где, когда евреев убивали, да, скидывали. И такое, как память. Стоит русская делегация, и я в шоке, откуда там русские появились, русская делегация. И как ты думаешь, что она им рассказывает? Она им рассказывает, что это придумали специально, чтобы приходили туда туристы. А там стояли много израильтян, евреев, которые понимают русский. Ты знаешь, что там началось? Там такое было. Полиция просто забрала ее, эту дуру. Я думаю, что ее там просто ее чуть не убили. И это при том, что сидят туристы, приходят туда туристы, поджигают, ставят свечи, вытирают эти ботинки, не фоткаются. Кто-то хотел фоткаться, да, и остановили его. Это траур. И сидят вот эти русские, Россия, русофобы, и рассказывают вот эту херню. Ты понимаешь? Вот такую херню рассказывают, и те слушают, верят в это. Они стали фашистами. Они стали просто куда ни плюнь, ты смотришь, что они фашисты. Все эти идеологии, что им вбивают в голову, да, везде идут спасать, все они перекрутят, надо захватить. Скоро они как бы нарвутся, скорее всего, к этому придет, что они и нарвутся. Ты знаешь, что... Фашисты уже очень давно. А то, что Путин встречал палестинцев, мои друзья, и кричал, что они герои, это же вообще, пипец. Тут такой скандал у нас в Израиле был. Понимаешь? Это в Австрии тоже есть известное, я всегда забываю его название, тоже вот эти газовые камеры, где людей пытали. В Польше. Не, в Австрии есть. Я просто не помню. Там тоже есть. Я на экскурсию ходил, тоже смотрел. Я сам узник пыток вот этих вот ублюдков. И вот мне вот это все дело, да, когда там объясняли, как там людей пытали, как вот это, я как бы через себя это пропускал, примерно представлял, да, как с вот этими людьми поступали. Но вот эти вот, они не хуже, понимаешь, вот эти же. Я вопрос задаю, это надо кем быть? Радио, вот кем надо быть, да? Ты приходишь на памятник, где убивали людей, и она рассказывает, вот это их гид, рассказывает вот такую вещь, что это просто придумали, чтобы туристы пришли. Это надо быть настолько конченными людьми, чтобы такие вещи говорить, понимаешь? Это надо будет пробить самое сильное дно. Докуда они спустились, что они приходят на память, где убивали евреев. Я такую штуку, что типа вот это придумали, что приходили туристы. Это надо, я там тоже на нее налетел. Да, сейчас, кстати, эту пропаганду. Я на нее тоже налетел. Я на нее налетел там, и сколько было израильтян русских, что они говорили по-русски, они там вообще чуть-чуть, она чуть не живая туда не ушла. Полиция все это видела, она просто схватила ее и утащила. А эти, как знаешь, как тараканы разбежались. Гниды, это конченые люди, я тебе говорю, на полном серьезе, надо быть конченым человеком, чтобы такие вещи говорить. Как бы ты даже ненавидел бы своего, даже врага ты ненавидел бы, да, ты пришел бы на могилу или на память, ты не сделал бы такое ради уважения к себе, да, вот как бы так. Прийти такие вещи говорить, это уже, знаешь...
Рекомендую фильм «Шоа». 3 буквы. ШОА. 6 часов. Мы только Стали индийские фашистами, смотрим. эти русские не стали фашистами. А смотри, когда Путин сдохнет, а когда этот пидор сдохнет, да, эта тварь, что будет потом русские кричать? Мы не знали, нас провоцировали, мы не виноваты, нас заставили. И так скажем, у них, скажем, эти, которые у них какой власти, постоянно они не знают, постоянно они не виноваты. Это не мы виноваты, это он виноват. Ты А посмотри, трибунал, как с Германией сделали, не будет, они не поймут, блядь, нихуя. каждый правитель... Лёд, понимаешь, какая ситуация? Тут русские отрицают, что их предки и они занимаются убийством, геноцидом чеченского народа, как мусульмане отрицают, что их пророк занимался убийством, насилием других национальностей, люди даже своих, евреев, всех подряд. И даже сегодня вот русские единственный народ, как и мусульмане, который отрицает Холокост евреев. Отрицают, что у вас Сталин был помощником Гитлера, который помогал вас убивать. Именно вас, евреев. Единственный помощник Гитлера был Сталин. Просто тут, короче, нам хотят втирать дичь, что типа Сталин и весь мир были против фашизма. Алло, 29-й. А кто поставлял все сырье перед началом всего этого? Кто поставлял тонны, миллионы тонн этого нефти, металлов? Все, посмотрите, кто поставлял Гитлеру всю необходимую продовольствие, чтобы это все начать. Наш брат Сталин, альхамдулилля. Альхамдулилля. Да. Кто в пустыне поляков, кто всю элиту, 21 987 человек, кто за 3 дня в Катыни закопал? Гитлер, что ли? Нет, наш брат Сталин. Это 2 брата-акробата. Российская... Они этнические, там, по происхождению где-то что-то, да. Но сами вот эти вот халуи, это чисто русские больше, чем сами русские. И если какой-то там, я не знаю, осетин по национальности, я не знаю, грузин, кто угодно, да, там, он востребованный вот этим русским миром персоной, управляет в их системе и с такими же мозгами, как у них там, полностью как бы живет и думает, как они. Причем здесь какие-то народы куда-то тянут. Я вообще говорю, вот эти вот нарративы, да, когда постоянно пытаются прогонять там, это вот это, это то. Нарративы, да, когда постоянно пытаются прогонять там, это вот это тот, короче. Ну какого тогда лешего чеченцев вообще под русский мир тащат? Какое право у у русских на нас? Если Ермолов плохой был, да, царь плохой был, там Сталин, 5-й, 10-й плохие были. Ну это же они колониальные войны там проводили. А сейчас тогда какого? Я не пойму. Если кто-то пытается на кого-то, я не знаю, свои авторские права, да, заявлять, ну, в кавычках, тогда нужно нести и ответственность за все вот это вот, то, что как и хорошее пытаются из этого вытянуть, за все свои грешки тоже все должны нести ответственность. Вот эти вот двойные такие стандарты, да, когда туда-сюда виляют, вот про нашу тему постоянно там пытаются. Вот вчера с этим ублюдком одним я, короче, ну, я немного на эмоциях там наехал на него, поэтому меня блокнули. Но он сидит и какой-то в Германии русский, ну, типа русский немец он или немецкий русский, черт его поймешь.
там типа и топит полностью за Путина, за русский мир, там, за то, что украинцев там убивают, короче, а не то, что они все делают, да. И кто-то ему там вопрос задал, и он, короче, а как тогда вот с чеченцами, там типа Крым, такую параллель, аналогию проводили, как Крым. Он говорит, в Крыме референдум провели, потом ему объясняют, референдум – это единое государство, все государство должно было проводить как бы референдум. А вот… Опять скажи, Кириллка, референдум. И про Чеченскую республику ему параллель провели, он сразу, короче, там… А, ты про террористов этих, что ли? То есть вот я сам… Вот у меня 4 близких убили на этой войне. Вообще мы как бы, да, политически как бы поддерживали мои родители вот именно нашу независимость, нашу государственность, но военно, короче, не военные люди были, да. И вот так у нас за эти 2 войны просто 300 тысяч людей полегло там. Если военных каких-то там участников военного действия, их всех, наверное, если собрать там 10, 15 человек из вот этой всей как бы террористов не начали, вот как понапичкали, короче, вот здесь на запад поперебрасывают это мусор и имамов всяких. Полностью подключили официально вот это, канал Чеченской Республики. То есть со всех вот дыр, 24 на 7, из со всех утюгов. Дебилизируют общество. Вообще, вот социализм, вот это вот, что мы сегодня как бы негативного им чеченцев как бы стекает везде в мире. Вот это вот такая вот этого там дело вообще. Это такое. И сейчас многие вообще даже не понимают. То есть, когда мы даже там на своих вот, на каналах просветительских постоянно пытаемся информировать, заходят даже какие-то там обудулаченные какие-то будулаки. И мы им, когда ты в спор, там, в дискуссию вступаешь, он нифига вообще не понимает. То есть какие-то вещи, которые там у него в этой идеологии ему предписаны, он сам как бы от них пытается абстрагироваться. Радио, с другой стороны, смотри, радио, с другой стороны, есть люди, которые выходили против всего этого, да, ты послушай, что с ними делают. Их сразу гасят, сразу садят или на бутылку, там, короче, издеваются над ними, как хотят. Или убивают, понимаешь? Ну, нас сейчас тоже там, постоянно... Там демократия в России полный ход. Там, я не знаю, там демократия полный ход, свобода слова, да. Ты понимаешь, что происходит? 1500 мечетей они там понастроили у нас. Полностью вот эти какие-то там религиозные, военные, военизированные объекты, спортклубы. То есть это явно... Все общество как бы в качестве пушечного мяса пытаются. Вот уже целое поколение вырастили там людей. Но представь, там семья, родители, там взрослые люди не могут рассказать, есть все, да, там исторические моменты, вот современную историю там нулевых, там 90-х. Невозможно это тоже информацию, потому что там где-то что не так ляпнет. И то при совке этого не было. То есть при совке я помню, как нам тоже там родители, там про Сталина и так далее, который там геноцидил нас, пытались как бы нам, ну, чтобы мы где-то что-то не ляпнули, там, объяснить вот так или так. Ну и все равно, короче, мы чморили, да, и вот этих, и Сталиных, и Лениных, там, и все что угодно могли. То есть это даже в разы не так жестко было, да, как они сейчас вот там вот этот жесткий диктат установили. То есть там вообще пикнуть сейчас никто не может. Я сейчас не оправдываю каких-то ублюдков, которые сами, короче, перешли на ту сторону и больше, чем сами русские, еще пытаются возглавить вот эту оккупационную систему. Имеется в виду просто вот их вся политика, да? И когда
после первой вот этой русско-чеченской войны просто тоннами, мне 16-17 лет, я тогда молодой, мне тоже, у нас там родственников поперебили, близких всех. Все равно ты задумываешься о духовном, о таком, вот такой ситуации, там, военной, когда там и бомбы, и все, и люди рядом погибают, и близкие, когда погибают, ты задумываешься все равно о духовности там. И вот это именно та ситуация, на которой они подловили, да, весь народ. Просто тоннами вот эти книги, которые печатали в России, и бесплатно там завозили через эти блокпосты, ты не пронесешь, муху какую-то даже. А тут тебе целые там тонны вот этой макулатуры бесплатно раздают всем. Вот я еще тогда настороженно вот читал, когда вот эту хрень, до того радикальную, да, там в конце посмотришь, издательство там, Москва, издательство, Казань, у нас вся печать, все уничтожено было. То есть это нам прям оттуда, Министерство информации и печати РФ, бисмилля, как бы в качестве гуманитарной помощи полностью привозили. И вот эту свою агентуру понапичкали потом. Так, я уже здесь монологи веду, давайте. Ты можешь, пожалуйста, ответить, как после того, что сделали русские в Чечне, как они идут воевать с этими же людьми, с этими же русскими в Украину, которые воюют с Россией? То есть меня просто это не укладывается. Как они ко мне сюда приходят, то есть с Чечни? Как это вообще происходит? Что в головах у этих людей? Что за стокгольмский синдром? Ну, вот я тебя просто спрашиваю, ты украинец, да? Или... Да. Ну вот смотри, сейчас территории, где они захватили, Мариуполь, там, Донецк, Луганск, то есть люди, которые там проживают, которые попали в их неволю. И теперь умножи это на 25 лет. И умножи еще, когда весь мир на это плевал. То есть, как бы ты взращивают там людей, да, которые уже, понятно, что там они все, да, там оболванились. Ну вот молодое поколение, ты ему уже объяснить же надо как-то. Поэтому вот это информационное дело, там, оно важно. В интернете, везде правильную информацию как бы пытаться. Но они блокируют, правда, да, и телеграммы, и все сейчас начали. То есть вот это отсутствие информированности, вот это вот жесткий диктат, когда тебя на бутылке сажают. Вот примерно в отличие там от других народов, у нас вот это вот родственные узы, как бы такое наше слабое место, ахиллесова пята, скажем так. Поэтому там 300 тысяч чеченцев в Европе, которые проживают, они не убежали, понимаете? Они оттуда не убежали как бы. То есть они связаны своими родственниками, в которых вот, много есть случаев, да, когда они именно через родственников пытаются подавить инакомыслие и вот за пределами. Поэтому вот это то, что, например, вот раскидывают всякие эти аудио, да, там у меня тоже есть где-то, надо сейчас найти это, кстати. Какой-то гаишник, у них там WhatsApp-группа, и он туда голосовое сообщение закидывает. То есть давайте поднапрягитесь, он говорит своим коллегам. Типа нарушителей нам нужно побольше, как бы план закончить, да, там. Если мы нормально план не наберем, то нас самих в Украину отправят. То есть вот такие вот разговоры, да, когда там... Да, я смотрел последний с чеченцем, с пленным чеченцем, он там так и говорил. Я сейчас не пытаюсь вот этих ублюдков, которые там на камеру, всякие вот эти ненависть проявляют там и так далее. Но там много есть людей, которые вообще... И вообще, большинство, да, люди, они все равно осознают, что просто идти и нападать на чужое государство, это вообще неправильно, да, как минимум. Просто, я не знаю, вот если параллель провести, да, вот Советский Союз,
когда русские напали на Афганистан. Вот сколько людей, и то такого жесткого диктата На не было. Финляндию, на Афганистан, на сколько Да, стран? ну вот на... в нашей Да, такой их много. истории, где мы зацепили момент, да, вот на Афганистан напали. И люди, которые шли туда из всех республик вот этого, короче, скажем так, тюрьмы народов, да, все вот эти вот люди, они шли туда воевать, в Афганистан. И вот надо посмотреть, сколько от этого отказывались. Хотя жесткого диктата не было вообще. Да, посадить могли, но чтобы на бутылку сажать, там, родственников потом без вести терять. Ну, там призыв был, в принципе, там это армия Да, регулярная, да. с военными была, да, а тут просто идут, ну, тут, ну, кто-то, да, кто-то кого-то добирает, а кто-то подписывает Была контракт, статья, понимаешь? и была статья от уклонения, а тут сажают на бутылку сразу. Там они так, я сейчас, опять-таки, никогда я не думал, что, да, я там каких-то сторонников русского мира буду пытаться оправдать, но все-таки я потому что сам, да, жертва вот этих, я, короче, сам прошел и через пытки, короче, и русских и чеченцев вместе, то есть абсолютно ублюдки, которые выполняют преступные приказы, я их никого не оправдываю, невозможно это оправдать. Вот до тех пор, да, когда там подневольно кого-то куда-то закидывают, и он там пытается всячески там изворачиваться. Я тоже вот не знаю, насколько можно это оправдать. Ну, я понимаю, что вот если меня отсюда, вот где я в Австрии проживаю, взять туда, вышвырнуть и закинуть уже туда, да, я там, например, сделаю все, чтобы сопротивляться там и так далее, но все равно есть у них вариант, например, если они захотят вот так закинуть куда-то туда. Опять-таки же, чтобы в ту сторону там с оружием не стрелять, можно вот в эту сторону, наоборот. Но это как бы не каждый на это гораздо. Ну, есть очень много программ, чтобы просто сдаться в плен. Один момент. Этот выскочил и там комментарий пишет наш гость, который тут был, балаболил. Вы думаете, что вы без России будете жить свободно? Смотри, Алексей, мы всегда жили свободно, когда Россия еще не существовала. Мы будем жить после того, как Россия не будет на карте этой планеты, жить свободно. Мы свободные люди, мы свободное общество. Мы никогда свое другим не навязывали. Вы не можете привести ни один пример из истории чеченского народа, чтобы мы своим соседям навязывали свое. Вы не приведете ни один пример, чтобы наши предки, как его педофил Музмага, вот этот шарлатан, называвший себя пророком, убивал, нападал ночью, заставлял их жить по шариату в униженном состоянии, как и ваш фашистский русизм. Русизм хуже фашизма, это Жагар правильно сказал. Как вы навязываете с вашим братьям, славянам свое. Украинцы же были ваши. Вы сейчас их убиваете тысячами, десятки. Вы кидаете на их женщин, детей бомбы. Потому что они от вас отказали. Они сказали: алло, мы устали от русского мира. Мы хотим жить на своих правилах, на своих законах. Отвяжитесь от нас. Нет, вы не отвязываетесь. Потому что вам нужно примазаться к чему-то, потому что вы империя. Потому что вы не можете, у вас нету своего ничего. Только краденое, как у Мухаммеда, педофила гребаного. У вас своего ничего нет. Ваш Калашников даже украден. Которым Весь автопром советский украден. У вас все крадено. У Мухаммеда, то вы посмотрите в Коран. Там все пророки украдены. У евреев, у христиан, у намаз-то вы даже поклон украден у зороастризма. Рыба нун украдена. Из этого египетских народностей, которые божество было, нун, который человек был, который стоял по колено в воде, держал землю. У империи только что краденое есть, у вас ни хрена нету. И поэтому вы ненавидите те народы, у которых есть основание, фундамент.
Вы хотите стереть их память, присваивая себе самое лучшее, что у них есть, и свое дерьмо на них, как и пророк накладывал, тем, чем они занимались, они накидывали на эти народы, говорили, что они такие конченые, мрази, многобожники, безбожники, когда сами мусульмане являются идолопоклонниками, безбожниками, террористами, аморальными. Вы тоже тем же, потому что ислам – это не религия, это идеология. Захватническая, имперская, фашистская идеология. Человек, вы тем же самым занимаетесь, Алексей. Вы пудрите мозги сюда зашел. Вам Ибрагим задал ясный вопрос. Зачем вам нахрен русским независимость, как Путин на вас всегда, вот ваш царь, как Мухаммед все на Аллаха клал, Путин кладет все на ваш народ. Он действует от имени русского народа. Он неоднократно подтверждал, что русский народ является государствообразующим. Вы все будете отвечать за вашего террориста Хуйла Василия Васильевича, саллаллаху алейхи вассалам. Вы, ваши потомки, несколько потомков. Вы что, круче немцев? Которые вздумали, что могут просто так нахрен безответственно сжигать евреев в печах. Сегодня, блядь, скажите, что евреи будут сжигать в печах нахрен. Сегодня скажите, вы что, лучше немцев или мы нахрен хуже евреев, чеченский народ, которого вы терроризируете уже 500 лет? Нет, конечно, мы вас поставим стойло. Не одни, конечно, вместе всем миром. Ваш русский международный исламский терроризм мы поставим стойло. Как евреи поставили стойло и немцев, и весь этот мир нахрен. Ну, блок то. Для России, на самом деле, то есть там все народы второсортные, как для арабов. Неприемлемые, не приветствующие там, я не знаю, правилам осуждаем, но как бы для информации такое дело. Я просто на эмоции. Я знаю, что еврейский народ 2000 лет скитался по этой земле, пока они были тоже кукухой, поевшие на религиозной вот этой волне. Но евреи поняли, осознали, что на этом далеко не уедут. Они своих детей полностью во всем мире, во все лучшие институты, они поняли, что им нужно государство, чтобы выжить, чтобы народ не исчез. А сейчас нам что втирают? Чеченцам не нужно никакое государство, чеченцам главное ислам. Аллаху Акбар. И что интересно, этот сидит и говорит, там у вас так хорошо, там рождаемость туда-сюда. Нас по кайфу со смазкой на бутылке сажают. Маршал, Вендетта, ты просто хочу исправить. Добрый вечер всем, маршал души. Исправить хотел. Есть у них свое лапты есть. Лапты. Факт. Вообще нормально было бы, если бы нормальные там люди появились бы, которые бы аккуратно взяли бы дело в свои руки, и нормально можно было бы сосуществовать с другими народами, государствами. Никто бы от вас не пытался бы абстрагироваться, никто бы нормально, люди бы с вами дружили, вели бы отношения, если бы просто живые какие-то существа, я не знаю, хотя бы не люди, что-то вот живое такое было бы, можно было бы уже с ним как-то сосуществовать. Когда там этого нету, вообще непонятно, что какое-то, я не знаю. Только поправить Вендетту. У нас поднялась страна именно по религиозной, да, тоже как бы цели. Может, национальная религия. У нас тоже свое национальное дело. Да, правильно. Но мы говорим о том, что здесь Россия, что она делает сейчас, Россия, да? Она делает, где им невыгодно захватить ресурсы. Это, давай скажем так, захватить ресурсы. В Украине, Чечня. В Чечне столько много и газ, и нефти, и там много, куча ресурсов там. Таблица Менделеева. Там, где город, там все есть. Там таблица Менделеева. И им выгодно держать ту же Чечню. Но когда Путин сдохнет, он скоро-то сдохнет,
в России будет большой бардак. Почему? Потому что те ботинки, которые... Путин сдохнет, тут систему Не нужно будет, ломать. ничего не будет. Путин, Ничего. если ты Это не вместо Путин. Путина обезьяну, кабана, Нет. свинью поставишь, там без Это разницы. мы Сейчас, проходили сейчас, секунду. царскую Абу, Россию проходили мы, Сталина проходили мы, Ленина проходили мы, Ельцина проходили Дай это мы. сказать. Да. Все успеть сказать. Подожди, не перебивай. То, что сейчас натворил Путин, ни один политик сейчас не сможет разрулить эту обстановку. Он уже... А Ельцин, подожди, а Ельцин, Сталин... Русского народа. Ну, ситуация Подойдите. действительно там немного, как минимум немного, да, она уже ни в какие рамки. Тем более вот мировая общественность, да, уже все равно какое-то, вот как после Второй мировой войны, новые законы мировые потихоньку как бы все приняли, да, вот что-то такое новое, да, потому что старое, оно, как мы видим, не работает. То есть вот эти старые мировые законы, они не смогли предотвратить угрозы в 21 веке, колониальных войн, да, всяких угроз ядерного оружия. Вот что-то надо будет предпринимать всем. В противном случае вот эта нестабильность, она же как бы сегодня мир глобализирован. Это всех касается. Вон коронавирус показал, да, что где-то там в какой-то точке мира что-то, когда происходит, это все потом как бы в стороне не остаются. Можно ложится на плечи всех. Ребята, можно вопрос? Бисмилля, я слушаю. Вот была же операция «Чечевица». А что вот это, когда депортация была? А основная причина какая была? Я так и не понял. По итогу, какая причина была депортации чеченцев? Заселить туда другие народы, уничтожить всю письменность. 10 дней Грозный был, как днем светлел, всю письменность нашу сожгли. Наши могилы, на которых были петроглифы, история чеченского народа, их вырывали, из них делали дороги, мосты, все закопали под асфальт. Всю историю чеченского народа зарыли, все золото, все драгоценные, все исторические артефакты унесли. А этим дармоедам, соседям, так называемым братьям, мусульманам, оставили скот и все сожрали. Когда в 1957 году вот этот народ вернулся на свои земли, вот эти наши соседи говорили, что нам наш брат Сталин подарил эти дома. Вы никто, звать вас никак. Единственный народ, который с этих земель ушел, это еврейский народ и грузинский народ, который даже свой скот оставили. Единственный народ, который пришел поезда встречать с национальными танцами и одеждой, еврейский народ, который вот этой музыкой чеченской национальной, вот апондер принесли, евреи. А нам сейчас, бля, говорят, что они хуже, бля, там дерьма, их надо убивать, бля. Евреи мои братья моего народа. Я горжусь евреями. Я даю честь и хвалу сынам из Израиля, которые и вот этот весь мир нахрен послали и построили свое государство вопреки всему. Вопреки всему стали на ноги. Давайте сегодня поговорим о евреях, как их нужно сжигать в печах. Давайте, хочет кто-нибудь поговорить? А, где вы, муджахиды, пидорасы, блядь? А? Евреи нужно убивать? Где вы, суки, блядь? А? Чё, кишка такая, блядь, да? Сегодня евреи, блядь, нахуй могут... Да. Евреи, нахрен, одно место, да, он там... Да. Я уважаю евреев. Ты мне сказал там... Да я про чеченцев хочу спросить. Я знаю, что мой народ должен брать пример с евреев. Наши дети должны учиться в лучших вузах этого мира, в котором мы просто нас разбросали по всему миру, сместили с наших земель, чтобы уничтожить нашу историю. Как и пытались уничтожить историю еврейского народа.
Я 100% уверен, что чеченский народ должен брать пример с евреев полностью, целиком. Во всем почти что. У нас делали голодомор, то так же самое, то есть людей там поубивали, кого-то депортировали в Сибирь, Так я русскими причину не населили, услышал. и поэтому... Извините. Что ты не понял? Он сказал результат. А причина была, чем они мешали, что вот причина была. Нет, он сказал результат, но причину я не услышал. Просто стереть с лица земли, но должна же быть... Послушай, давай я тебе скажу на примере Украины. Когда тут делали голодомор, заселили тут все русскими. И мой юг, и восток. И поэтому тут и нет, и почти никто не говорит Нет, я Украину не украинском. хочу слышать, я хочу знать, плевать. Это очень хорошая аналогия. Тут переписали словари, чтобы все было похоже на русский. Понимаешь, заселили русские. Вот так же самое с Чечней, понимаешь, чтобы просто ее и русифицировать, и под себя взять. Вот то же самое, просто то же самое. Ну, Украина, как минимум, я не хочу спорить про Украину сейчас. Я не спорю, я вообще в Вендетте говорил, я не знаю, что там хочешь, не хочешь. Просто они мешали. Я бы тоже хотел вписаться, повторить вопрос. Можно? Я пропустил немного. Есть комментарий, что... Вопрос именно в причина депортации чеченцев. Переселили. Чеченцев вообще-то... Ага, причина депортация это такое красивое слово, потому что в международном вообще обиходе депортация это считается... геноцид, который говорили, геноцид, там они в поездах умирали, я это знаю. Как бы чуть-чуть туда ушел, да, в значение этого. Так это в целом 50% где-то людей погибло, да, вот в этом деле. Потом там были слухи, что в Каспии хотят вот рельсы как бы вот так довести, да, и туда с задней стороны затолкать вагоны. То есть вот такая информация там была. Но в итоге пились что-то не то там. А так вообще республику, Чечено-Ингушскую республику, ее полностью упразднили. То есть сделали Грозненскую область России, то есть русская Грозненская область, куда потом привезли со всей России там всяких этих насобирали бомжей там, и вот их прям на вот это все готовое, да. Но это по нынешним меркам. Вот, плюс у нас есть документы, которые Жолфар показывает официально на видео. Подожди. Там не про это. Там просто интерес про то, что почему нас гасанули. Ну, вообще-то там других тоже гасанули, кого-то еще высылали, но вот именно с нами обошлись, даже назвали операцию «Чечевица» там. Типа... Очень жестоко. Да. Да, очень жестоко. Вот большинство народ депортировали. 40 тысяч погибло. У всех чеченцев, если вот провести статистику, да, вот сколько у тебя близких, там, тети, дяди, вот я знаю, что у меня с материнской, с отцовской стороны, там, половина, короче, там погибли, да, с голоду дети погибли. Ибрагим, извини, моя бабушка не знает, сколько себе лет. Примерно у нее день рождения, примерно сделать. Одной было 4 со стороны отца, со стороны матери даже не знает, сколько ей лет. В высокогорных вот этих аулах просто людей как бы расстреливали, сжигали в этих... В конюшне вот это вот то, что всем известно. Это Хайба. Да, там официально 700 человек, как бы, но говорят, там еще больше. То есть не опознано. 825 человек было, я тоже прочитал. Значит, да. Просто меня удивило то, что... Было 2 дня, два мальчика, которые родились в этой конюшне. Да, в больницах больных просто выводили, расстреливали там. То есть вот такая ситуация. И потом, когда вот у нас сейчас как раз... Просто молодчество. Да, сейчас у нас как раз годовщина вот этого дела будет. Кстати, вот мой дед, да, отец моего отца, он
в качестве офицера воевал полностью там до 44-го, вот до этого как раз момента, потом его командировали. То есть это тоже как бы зная, да, куда его командируют. То есть именно на момент выселения его домой отправили. Там ранения у него были и так далее. Ну, это сам артиллеристом был. И вот так он ушел, вот и шестеро двоюродные братья вот так собрались и сами пошли воевать. Я сейчас не знаю, этим гордиться или наоборот осуждать их, дебилы, не в ту сторону вообще шли. Ну, хотя там про фашистов тоже ничего хорошего не скажешь. Просто вот такая вот ситуация, да, и не туда, и не сюда. Они там 6 человек собрались и вот так ушли. Только дед, короче, выжил мой, и его еще один двоюродный брат. Там тех 4, там они, ну, без вести как бы, да. Даже трупы в таких горячих точках. Что мы воевали в тот момент, и женщин, и детей, и стариков именно депортировали. Потом уже и остальных, кто с войны пришел. И прям одним днем. Одна из вот теорий, которые я типа, что они якобы Гитлера там ждали, там золотым конем, но это все ложь, в документах ничего подобного нет. А расскажите, пожалуйста, были ли вообще вот коллаборанты? Основную причину в России были 1 миллион власовцев, например. То есть надо же себя тогда тоже, если кто-то, даже если кто-то был, да, вот среди, сейчас не был, там, мы как бы не сможем это, да, не доказать, не обратно. Народ же, два мешать, я так да, не ну, понял. Миллион власовцев. Радио, брату, расскажи, пожалуйста. Около 3 миллионов русских, короче, за немцев. А почему себя же надо тоже тогда? Да, генерал Власов был такой, да. Да, себя замочить надо тогда русским сначала, в себя начать. А тут... Власовцы были. Да, тут у нас как получилось? Какие-то свои, скажем так, национал-предатели, их точечно загасили, да, там. А тут целый народ, да? То есть и дети, и женщины, и всех. И причем еще республику полностью аннулировали, то есть упразднили и сделали... Мужчины воевали. Да, и сделали русское Грозненское... А потом же и мужчины Грозненскую область с фронта сделали. вернулись. То есть там не было у них вообще в планах вернуть живыми назад людей. Это когда уже при Хрущеве через вот этот индийский, кто у них был... Ганди, короче, через Ганди, когда они международный вот этот, там, ООН и так далее, они собирались, вот там постоянно русские пищали, как они делают, там, на весь мир, типа, вы американцы, империалисты, там, 5-е, 10-е, и там им уже в морду, как бы, это именно вот этот момент, что у вас вон там 2 народа, которых вы еще держите, короче, там в этих самых местах вывезли со своей территории. Тарханов костью в горле Русской империи. Ну да, там Тарханов тоже поработал, который в радио «Свобода». То есть он там постоянно эту тему поднимал. И вот так она как бы уже такую на повестку дня вышла. Чеченская нация. Пришлось там что получилось, когда чеченцев вернули, новые хозяева же уже здесь, да, короче, все, новые дома, все обжили, короче, и не хотят оттуда выходить. То есть это такая непредвиденная ситуация. Никто не собирался никого возвращать. И республику восстанавливать никто не хотел. Ну, пришлось вот как бы из-за давления, там, из-за того, что мировая общественность все равно не хотели вписаться, да, там, в весь мир. И вот так вот пришлось вернуть. Кстати, вот через 1,5 года, в 69-м, 68-м или 9-м, уже новые хозяева, они полностью в Грозном, в столице, устроили огромные погромы, там, демонстрации, там, фотографии в интернете тоже, кому интересно, можно там погуглить. Автобусы перевернутые, там, поджигали машины, то есть... Верните вот этих вот чурок, ну, осуждаю, да, просто цитата была. Верните туда, откуда вы их привезли назад. Вот такая ситуация. То есть там Сталин, когда все на Сталина, как на вешалку вешают, алло, там не Сталин.
Там Сталин это востребованная фигура русская. Берия вроде бы. Не знаю я, Берия, Сталин, мне без разницы, но это востребованный, как сегодня Путин востребован Россией, вот он отвечает Сталин, интересам русских. Берия. Ну, там одно и то же, мне кажется. День герой Сталин. Просто вот в свое У тебя же время... маты там не происходит на твоем эфире. Почему тебя забанили? Как? У тебя же там мата нету, матов. Почему тебя забанили? Не, это не забанили. Вот этот канал как бы не забанили. Просто от моего имени, мой личный аккаунт, и вот его блокнули вчера. А так, это я там... Брат, сегодня ТикТок включать будем. Сегодня очень священный день обжираловки. Сейчас будет ночью жрать до утра. И муджахиды будут ночью именно сидеть в интернете. Нам нужно очень хорошо поработать. Это самый удачный месяц. На ночной режим. Да. Это для охоты на муджахидов самый удачный месяц. Материться же нельзя в Рамадан. Материться же нельзя. Представляешь, что они там будут сейчас? Можно, материться можно, но отдалиться он на 70 тысяч лет. Умножаем каждое слово матершинное, 70 умножаем на 1000. Там в их религии написано, хорошее, доброе дело записано в 1000 раз, плохое тоже в 1000 раз. Смотри, в Рамадан нельзя материться же. А можно, дни, просто он отделится на 70 тысяч лет от этого голубого публичного дома Аллаха. — 70 тысяч лет от рая, от голубого дома Аллаха отдалиться, если он будет материться. Если Аллах и пророк не балабол, конечно. Да. Скажи мне, Вендетта, вот честно, как они вот серьезно восприняли, ну, как люди, да, ну, по-человечески, что там можно жениться на 3 годика, и даже вообще, как девочка родилась, уже жениться. Нет, в исламе возраста, Леон, в исламе нигде нету эти масхаби, это, как знаешь, как сегодня в наше время, чтобы такие сделать вот этим кефиром, чтобы это обновить, вот тем же занимались эти масхабы. Ни в Коране, ни в хадисах нет нигде, где Аллах и пророк говорили про возраст, дозволенный жениться. Нигде. Эти балаболы наговаривают на религию Аллаха и на сунну пророка, потому что сам пророк как раз таки женился на той, у которого еще не начался менструальный цикл, по 65-й суре 4 аята, в котором Аллах дозволяет любому мусульманину быть педофилом официально. 6130 Сахих Бухари хадис, доказательство моим словам, в котором прямо говорится, Айша передает, я играла с куклами у пророка, у меня были подруги, которые играли со мной. Когда посланник Аллаха заходил домой, они прятались от него, но он снова посылал их ко мне, и мы продолжали играть. Играть с куклами и подобными изображениями запрещено, но для Айши в то время было разрешено, потому что она еще была девочкой, не достигшей зрелого возраста. А я уже как стихи этот дерьмо знаю по памяти. Я даже никуда не захожу уже. Просто в номерах я могу чуть ошибнуться, но в тексте нет уже. Как у лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе, то как, я уже так выучил это все дерьмо. А сами мусульмане ни хрена не учат. Я Бачабази как пришел в ислам? Бачабази, как они пришли? Бачабази, это, знаешь, как у них? Когда их начинают порицать, вот за бачибази, они тебе приводят хадисы, в которых говорится, что нужно с самого высокого места сбрасывать, сказал. Если вы наткнетесь на это бачибазистов, рубите их там, бейте их. Алло, 29. А халифа? Прямо пишется, что халиф, даже если он голубой, против него не имеют права восставать мусульмане.
Они должны идти в мечеть, стать раком и попросить Аллаха, чтобы он смилостивился над ним и над нами, и чтобы он перестал заниматься бачебазистом быть. Просто представь картину. То есть, если ты голубой, и если ты ворвешься в власть, насильственно власть в руки возьмешь, там прямо в исламе можно насильственно прийти к власти, убивая всех вокруг. Как раз таки тем они занимаются, когда пророка Айша замочила, накормив ядком, когда Абу Бакр Сиддик уже решил, что нужно поканчивать с этим и прийти к власти. Он дал ей едок, и Айша накормила ее ядом, замочила и вышла на людей и сказала: пророк умер у меня между грудью и шеей, и мне на ушко шепнул, что дальше за рулем должен быть мой папка Абу Бакр Сиддик, который подложил под пророка свою 9-летнюю дочь. Это все конченые мудаки, все до единого. И Умар бин Хаттаб тоже был педофилом, представляете? Пророк не дал ей свою 17-18-летнюю, сказав, что они маленькие, представляете? Но когда Умар решил взяться за серьезно и женился на внучке пророка, которой было 10-12 лет на момент вот этого Санта-Барбары. А Умар бин Хаттабу было 55-57 лет. Умма педофилов гребаных. Вы просто... Эпштейн, в Турции сидит брат террориста, Дока Умарова. Лубянский террорист, который, сидя в тройном кольце, представляете, в лесу сидит беззубый, голодный, холодный, и объявляет на весь мир джихад. Что будут убивать евреев, европейцев, американцев, русских. Всем джихад объявляет, сидя в тройном кольце русских. Его брат сидит в Турции и говорит: а почему вы там не порицаете европейских кефирских педофилов? Там Эпштейн же вам. Эпштейна почему? Алло, 29-й. У вас в религии дозволено педофилии. Вы что, совсем охренели? Вы вообще должны под корягу идти, ползком там. Прячьтесь, когда о педофилии, голубых, насильниках, террористах говорят. Мусульманин должен спрятаться. Неужели о мне идет речь? Бля, сейчас и меня за шары возьмут. Прячьтесь лучше. Дебилы гребаные. Вы не имеете права осуждать ни голубизну, ни педофилию, ни терроризм, ни насилие женщин. Вы вообще тряпку должны молчать. У вас это все ваша религия, не религия, идеология. Это не религия даже. Ваша идеология, ислам, это все дозволяется. Вы даже своего брата, мусульманина, рабом можете сделать. Представляете, вы свою мусульманку можете секс-наложницу делать. Алло, 29-й, не то что кефирских женщин. 4:25, прочитайте. А как это брата не могут рабом сделать? И это... Так? Первый мусульманин раб – это Хадиджа, которая подарила Мухаммеду два раба. Первые, кто приняли нашей галактики, планеты Земля, вот это ислам, это 2 раба. И там прямо есть хадисы, в которых говорится, раб, который сбежит от своего хозяина, у него Аллах молитву даже не примет, намаз-то. Ты представляешь? Это у нас был лозунг. Наши политические, общественные деятели, в частности, президент, всегда выговаривали, да, там, раб, не стремящийся выйти из рабства, заслуживает двойного рабства. А тут у нас получилось, что, оказывается, в идеологиях религиозных нам тут прописывают раб, который сбегает от своего хозяина. У него намаз-то не принимает Аллах. Да, у него молитва не принимается, он, короче, в огонь ада, короче, попадает, и что там еще. И пока он не вернется, короче, назад. Вот это вообще интересно. Все. Эти хадисы, 3 их подряд про рабов, что нельзя убегать, надо, короче,
довольство хозяина своего, ну, как бы, чтобы твой хозяин был доволен тобой, держать вот эту марку. Еще один момент, Ибрагим, всем кефиром на заметку. Мои проценты подкосили эти хадисы. Всем кефиром на заметку, кстати, Леон, и вам, яхут грязный. Тебе тоже на заметку, когда они начинают говорить, что в исламе рабство запрещено, вообще даже ни о чем не думая, под нос суньте им 2 суру 178 аята, который спослан до скончания веков. В этом аяте Аллах говорит, вам предписано возмездие раб за раба. То есть, как может быть запрещено рабство, если аят есть, в которых Аллах про рабов говорит? Женщина за женщину, свободный за свободного. Все, этим одним аятом весь разговор закончен, что в исламе нету рабства. Он идет против слов Аллаха. Аллах дозволяет иметь рабов, потому что в этом аяте Аллах говорит, убивайте за вашего раба другого раба. Все, вопрос окончен. Дальше говорит, что в исламе нету рабства, это уму непостижимо, потому что Аллах в аяте говорит о рабах. Рабство в исламе запретила англичанка, королева Англии. У нее шары больше, чем у Аллаха оказались. Она запретила. Посмотрите видео на моем канале. 1962-64 год. Прямо возле Каабы трогают груди рабынь голые. Они между их ягодиц в рот смотрят, все проверяют. 1960 мать ваша Зейнаб, которую кожу обрабатывала, прямо у Мекки рабов. А наши предки знают, что думают в то время? Что там есть такие же люди, как и чеченцы, которые в дело верят. Они его подменили нам Аллахом. И там вот этот камень висит. Его нам рассказывали, что 70 тысяч ангелов. Да. Это я еще мелким помню. Вот эти бабушки, дедушки там у нас. Короче, родственники, соседи там как вот разговаривали на эту тему, что там есть камень, черный камень, который в воздухе висит. И есть 2 скалы, через которые люди проходят. И если человек грешен, то они его сдавливают. Если вообще полный грешник, то может и придавить, короче, и все эти кишки, все там валяются даже. То есть вот так вот, серьезно, взрослые, пожилые люди, они вот это, и я это помню еще пацаном. То есть у нас вот такие легенды были. А как же Бача Бази оказался в раю? Там же приписано, что Бача Бази... Это мальчик, 1000 штук. Аллах обещал больше, чем гури мальчиков. Гури 72 штуки, и не говорится, что этих гури не будет ни единого волоска на теле. Нам говорят про мальчиков, безбородых, гладких, которые не будут стареть, юные отроки, взглянув на которых ты будешь испытывать страшное удовольствие. И они не будут причинять тебе вреда. Они могут заходить в ваше жилище, когда ты даже Санта-Барбарой с Гури занимаешься. И, короче, он заходит нормально, все, что вам нужно, там, виагру, вино, все вам рядом ложит и может присоединиться, если нужно. Нам вот это втирают. И это что за рай нахрен? Как я, чеченец, могу это дерьмо рассказывать у себя дома родителям, брату, сестре, своим детям? Как это дерьмо рассказывать? Это что вообще? Нам такой рай не рассказывали. Мне лично такой рай никто не рассказывал. Нам втирали дичь, что дело это Аллах. Подмена понятий, чем весь ислам всегда и занимается. Крадет все твое и тут замещает потом, когда у нее селенка, все твое уничтожая, вот этим дерьмом замещает. Курочка по зернышку клюет, тук-тук-тук-тук, как Василий Васильевич Хуйло говорил. По чуть-чуть. Сначала имена, потом язык, потом приветствие, потом все.
Потом танцы запрещают, твои культурные, национальные. Говорит, что тот, кто танцует, то не мужчина сказал. Кто сказал бы? Умар бин Хаттаб, ночной охотник, который следил за женами пророка, когда они срать шли. 13 глава Сахих Бухари. Выход по большой нужде женщин из дома. 146 хадис. Кстати, Умар бин Хаттаб является основоположником хиджаба, его отцом. Не верите? Давайте читаем хадис. Айша передает. Жены пророка обычно выходили на Аль-Манаси по ночам ложить фугас. Обширное открытое место близ кладбища Аль-Бака в Медине. Пророку Умар бин Хаттаб говорил пророку: заставляй свою жену носить покрывало, мать твоя Зейнаб, которая кожу обрабатывает. Однако пророк не делал этого, то есть жены пророка абсолютно голыми шли через все, весь Куян. Ну, мы же прекрасно знаем, кладбище где бывает? Правильно, на окраине города, села. Через весь Куян шли голыми ночью. А в исламе как? Вы знаете, нет? Голая, которая вышла ночью, любой муджахид имеет право ее отникахить по полной программе во все щели. Не верите? Заходите, читайте. Я вам просто хадис прочитаю. Короче, Умар бин Хаттаб говорил пророку: заставляй свою жену надевать покрывало. Однако посланник Аллаха не делал этого. Однажды Сахла бин Зам, которая была высокой женщиной, вышла по нужде. Чун-чун-чун. А кто у нас в засаде сидит? Правильно, ночной охотник. И Умар обратился к ней, сказал: «О, Сауда, поистине мы узнали тебя!» Прикинь, жена пророков сидит, кладет фугас. Умар обращается к ней: «Мы узнали». То есть с Умаром еще чуваки там. Он сделал это, чтобы было ниспослано, представляете, просто откровение о ношении покрывала. И Аллах действительно ниспослал такой аят. То есть Умар взял за шары Аллаха. Представляете, через шантаж жен пророка. А нам что говорили? Что Аллах и пророк сказали, если один волосок увидит, там голень увидит женщина, она будет гореть в аду. Ваш Аллах и пророк ни хрена не говорили. Это Умар придумал. Знаете, почему это Умар придумал? Потому что Умару докладывали неоднократно, что жен пророка весь Куян никахит во все щели гребаные. А этот, блядь, с ребенком дома лежит, играет куклы нахрен. Педофил гребаный. Вот из-за чего хиджаб ввели. Потому что любой муджахид имел право изнасиловать любую, кто ночью выйдет без одежды, без хиджаба. Она была наложницей. Наложница не имела ни днем, ни ночью права одевать покрывало. Так отличали свободную женщину в исламе от наложницы. Вы представляете картину всего происходящего в вот этом дурдоме? Алло, 29-й, приехали. Я худею от этого, что ты сейчас говоришь, блин. В шоке просто. Я учился на следователя, криминалиста. Я проводил практику в прокуратуре. Я знаю, что тут вообще за любыми, за этими проделками ихними скрывается большое дерьмо. Я сначала думал, я всегда думал, кто вот этот хиджаб. Потом я натыкаюсь на этот хадис и смотрю это через призму моей вот этой, моей учебы, в чем я был, в чем я шарил, в чем я мог разбираться, в чем... Да, ну вот через специальность я посмотрел на это, и я начал искать крайнего, я начал искать, кому это выгодно, близкий круг, вот к чему все это приводит. Ты посмотри это через призму следователя, а не через призму адвоката. Я даже через призму адвоката, у меня диплом мне дозволяет быть и адвокатом. Мне просто чуть нужно там пару годиков доучиться до нотариуса, до вот этого адвокатского вот этого диплома. Ну, не суть. Ну, моя профессия мне дозволяет и адвокатом, и прокурором, и судьей, и следователем быть, криминалистом. Кстати, у меня самый любимый урок вот этот был, криминалистика. И тут я смотрю,
Как пророк лежит дома, его жены все идут голыми на Аль-Манасе, Аль-Бакис, просто ложит фугас. Я потом думаю, так, зачем туда? Пророк же выходит и в любом месте кладет этот гребаный фугас, несмотря по сторонам. У нас же есть хадис, 21 глава, 155 хадис Сахих Аль-Бухари. Что в нем говорится? Правильно, когда посланник Аллаха, обычно не смотревший по сторонам, вышел по нужде, то есть вышел куда? Из хаты. Я последовал за ним. Это Хурейра, личный камненосец пророка. Когда я приблизился к нему, то есть он уже сразу вышел, где-то сидит и ложит фугас. Жены пророка имели право то же самое делать, а я думал, какого хрена они идут то вон на край села. А тут время нужно, Леон, понимаешь? Раз, час прошел, 2 прошел, жена пророка заводит, и пророк спрашивает, где ты была, мать твоя, женщина Зайнаб? И она говорит, я там кирпич класть шла на Аль-Манасе, Аль-Бахи. Это же туда-обратно там дорога, Она может даже не дошла до этого Аль-Манаси, потому что у нас муджахиды сидят, сторожат, какая рабыня выйдет, ее и отникяху. В засаде сидят муджахиды. Не факт, что они доходили до Аль-Манаси, Аль-Бахи. Понимаешь? Вот в чем суть всего происходящего. Вот почему Умар обращался к нему. Эй, мудак, бля. Твои жены ходят, вот там же прямо в этом хадисе, прочитайте, 13 глава, выход по большой нужде женщины из дома. 146 хадис. Там же говорит, прямо Умар ему говорит, эй, дебил, бля, заставляй свою жену надевать покрывало. Однако посланник Аллаха не делал этого, им похрен. Вот в чем вся суть. Подожди, они только ночью могли, я извиняюсь. Там прямо говорится ночью, именно ночью. А ночью идет речь. Время а ночью по рабыня, по ночью рабыня, любая рабыня, которая выйдет, ее мог изнасиловать любой муджахид без какого суда и ответственности. Потому что так было у него заведено. Если рабыня ночью выходит, все, ее может взять любой муджахид. Какая-то Калигула, знаешь, там целая это идет. А есть мусульманин? Санта-Барбара, арабская. А есть? Вот, да, врет, вот, видишь. Давай поднимем человека, и он опровергнет это дело. Пожалуйста, пускай опровергает свои муслимы. Вот наш этот... Короче, ладно, не буду это гасить до Нахча. Спой. Есть это? До Нахча, вот он тоже сидит здесь. Воин ислама. Что ты скажешь про это, воин ислама? Леон, мне самое обидное в том, что наших женщин заставили вот это через втирая, что дело наш Отец Всесоздатель, говорил, как будто пророку послал какое-то послание, чтобы они вот так одевались. Нашим женщинам втирали вот это дерьмо. А тут в этом хадисе мы видим, что наоборот таки Омар взял за шары того дела, в которое наши женщины, мы верим, но там же подмена понятие идет. Наше дело превратили в Аллаха. А сегодня мы поняли, Аллах и Дели – это небо и земля, огонь и вода, которые никогда не совместятся. И вот этот хадис 100% факт тому, что наши женщин заставил одеться Умар бин Хаттаб, гребаный ублюдок, насильник, маньяк, который сам заставлял наложниц ходить до пупка. Наложниц Умар бин Хаттаб заставлял ходить с открытыми грудями. Он говорил, вы не имеете права носить одежду свободных женщин. Бил их по спине палкой и заставлял снимать одежду до пупка, то есть ходить полуголыми. А сами жены пророка абсолютно голыми ходили, добровольно. Представляешь, добровольно жены пророка ходили на Аль-Манасе абсолютно голыми.
Как в то время, когда Умар заставлял днем среди людей ходить наших женщин, кефиров, бег по спине, заставлял их насильно снимать. В то время жены пророка абсолютно голыми ходили срать кирпичи на Аль-Манасе, Аль-Баке. Самые такие святые кладбища на нашей галактике. Вот, приехали. Вот сейчас кто-то хочет зачитать хадис. Давай. Добрый вечер. Ибрагима, я знаю Вендетту тоже. Вот хотел один хадис зачитать, как раз Вендетта рассказывал. Вот 665-й хадис, там и говорится. Рассказал мне Абдулла ибн, который сказал: Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказал, когда пророк тяжело заболел и страдания его стали усиливаться, он попросил своих жен, чтобы за ним ухаживали в моем доме, и они позволили ему это. Просто сейчас Вендетта рассказывал про отправление, я подумал... Позволяли пророку. Но она же это от первого лица говорит, как будто бы он как бы решил остаться именно у нее, когда сильно заболел. Так получается это? Там много хадисов есть. 8 глава, 1405. Туда еще не дошел. Сейчас. Это во многих хадисах. Когда ко мне в дом, ко мне пришел, у меня в доме, у них много таких хадисов, потому что этот чувак по всем хатам ходил как опущенный. Смотри, 8 глава, 1455 хадис, кормление грудью, скобка, по причине голода ребенка. Однажды, когда ко мне посланник Аллаха зашел, у меня сидел один человек. Это что вообще, без имени, без... Один человек сидит у мамки правоверных. Когда посланник, я поняла по его лицу, по его хлеборезке, что он гневается. И тогда я сказала: о, Мухаммед, слушай сюда теперь, это мой молочный брат. А теперь что ты скажешь? Типа он даже не спрашивает, а кто ты такой, мать твоя женщина Зейнаб. Вообще у этого человека он не спрашивает. Айша ему говорит, что когда ребенок понял, что он гневается, буксовать начал. И сказал: это мой молочный брат, ты что тут, петушишься? И тогда посланник Аллаха сказал: удостоверяйтесь относительно ваших молочных братьев. Поистине скармливание считается, если он утоляет голод. То есть он в упрек Айше, у нее же сисек нет, она же ребенок. Она не рожала, у нее молока не может быть. Типа, Аллах тебя будет сжигать. А что наша мамка Айша делала? Она свою сестру подкладывала под всех своих фраеров. Она заставляла свою сестру давать сиськи всем, кто заходит к ней. Вот так. Вся сунна пророка. 5 раз дала пососать, и он стал молочным братом? Или 10, да? Да, и он имел разрешение. Это знаешь как? Получить разрешение входа к Айше, сестра Айши давала 5 раз вот эту. Кормила 5 раз клиента Айшу. Через сестру Айшу заходила. Секунду приведу. Грудь надо опытом набраться. Сперва опытом надо было набраться перед тем, как с Айшей, начать. А там не важно было молоко, тут без 32 молока? Пишут, подожди, тут 32 пишут, я понимаю, что это все дерьмо. Но там просто зайдите в главу, там прямо написано: о посасывании 1 или 2 раза груди. Посасывание. Прямо соска. Все говорится там. Я не знаю, как это переводить на другой язык. Там прямо есть глава об 1 или 2 посасывании груди. Главы есть. Как нужно чужим женщинам давать чужим мужчинам сиську. Главы есть. А наш это будет, конечно, растяжимый, в кавычках, вот этот муфтий Салах Лубянский поп Сюли, который к нашему народу никакого отношения не имеет. ФСБшный наш вот этот оккупантский, коллега. Он сидит и ЧГТРК говорит: вот эти грязные кафиры с Европы, вот эти, они с евреями хотят нашу религию, типа, как он сказал? Очернить. Они говорят, что пророк говорил
Ну, как кормить грудью взрослого мужчину, бородатого. В этом, говорит, ни в одном хадисе, ни в одной главе, ни в шариате этого нет. И кроме того, кроме Сулейм, это никому не дозволялось. Потом иду просто проверять. Иду, когда муфты до этого дошли, я понимаю, что там вообще дерьмо страшное будет. Я иду, открываю, просто записываю. Да? Глава кормления грудью взрослого. Выскакивают целые главы, как бородатых кормили грудью. Прямо в этом хадисе Сулейм говорит, Айша говорит, вот это друг друга они начали тыкать пальцем. Поистине, я бы не хотела, чтобы меня видел типа без одежды, они же голые, Санта-Барбара. Поистине, я бы не хотела, чтобы меня видел мальчик, уже который не нуждается в грудном скармливании. Айша спросила, почему? Она сказала, вот представляете, вот Абу Хузейфа, она приводит, Айша пример приводит, Абу Хузейфа, вот этот муж этой Сулейм, как-то, короче, не так начал относиться к происходящему. Ему не нравилось, когда Салим заходит. Салим это кто? Типа вольно отпущенный. Раб, у которого родители эти замочили, его притащили откуда-то. Он знал, ну, свой человек, арабский язык знает. Ну, свой, это знаешь, как из... такого понятия, что он сделает молочного брата, там, дать ему тоже там, не? Такого не было? Ну, этот Бухари выбросил 600 тысяч хадисов. Знаешь, какая Санта-Барбара в них будет? Вот эти хадисы. Ты понимаешь, чем я говорю? Что Мухаммад мог сделать молочного брата, дать тоже пососать там 5 раз. Такого не было? Мухаммед сам имел право пососать любую сиську, когда заходит. Да, это же его сунна. А так Мухаммед имел право, даже если, например, Умар бин Хаттаб, жена Умар бин Хаттаб, жена Абу Бакр Сиддик, любых сподвижников, если она скажет, что она хочет Мухаммеда, этот сподвижник должен был развестись со своей женой и подложить под Мухаммеда. Представляешь? А вот зашел мусульманин, сейчас он хочет... Бисмилля, альхамдулилля, ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Что-то не могу так. Вендетта надоело. Ахи, помоги, да? Бисмилля. Да, проверни его, вот это, а то я сижу, слушаю. Я в кусты. У меня аж уши трубочка заворачивается. Вот ты же верующий мусульманин, а проверни его, а то здесь такое наговорили. Ужас. Я даже в шоке. Я в кустах, прием, я спрятался. Микрофон, Абу, если не включишь, внизу сам, никто не может тебе его включить. Абу, ты можешь это опровергнуть? Аллах может включить любому микрофон, кому пожелает. Аллах дает отсрочку, рассрочку и в кредит. Аллах способен на всякую дичь. Аллах Получается, это правда, если Абу молчит? Маша Аллаха. Да. Ну да, тебе аж, ты же мусульманин, правильно? Альхамдулилля. Но вот то, что ты сейчас слышал, это правда? Нет. А ты можешь опровергнуть это? Ну, я не ученый, но я знаю, что это... Они просто предали свою религию. Некоторые евреи... Если ты не ученый, как ты можешь говорить, того нету? Вот это... Можно я просто коротко прокомментирую? Конечно. Еще раз всех поприветствую, да? Кто новый зашел. Вот это как раз четкий пример того, что вот я чуть раньше говорил, да, ты когда людям это говоришь, они сами, как бы это помягче сказать, фигеют от этого, да. То есть он сам какой-то носитель идеологии, он сам это не может как бы принять. То есть это неправда, это не так, это отрицание идет. То есть это вот наглядный пример этого. Как это можно легко опровергнуть? Давай я тебе помогу. Мы сейчас против вендетты с тобой вдвоем будем, да? Ты же говоришь, что евреи тоже здесь, оказывается, виноваты. А я тебе пришел помочь. Да, я тоже. Давай, да.
Да, давай откроем сейчас Кадис, да, и покажем ему, что это неправильно. Есть такое? Давай я буду с тобой вместе против него. Наоборот, нужно, Вендетте нужно предоставить хадис. Номер есть там? Wallah, что с Вендетта тобой сказал, случилось? Вендетта сказал уже хадис. Землись. Я все номера говорю. 8 глава. Кормление грудью по причине голода ребенка. 1455 адрес. 13 глава. Выход по большой нужде женщины из дома. 146 адрес. Сахih Муслим, Сахih Бухари. 21 глава. Очищение с помощью камней. 155 адрес. Бухари, Муслим. У меня все адресы сахихи. Абу Джафер, давай мы с тобой будем вместе, слышишь? Мы с тобой сейчас вместе на Я него нападем. тут извиняюсь, просто тут люди разных культур, да, вот мне интересно, есть вообще у кого-нибудь в культуре такое? Ну, это вопрос неприятный, тем не менее. Чтобы вот, когда идти куда-то по нужде, там рядом какой-то человек стоял, который подносил бы там туалетную бумагу, я не знаю, там камни. Они что, пишут, что кто-то мальчик. Может, да. Сейчас мы здесь коалицию собираем, подожди, он сказал, евреи тоже виноваты, а Лео, евреи можно, хотят прийти помочь. Лео, можно к вам вопрос задать? А вот Сейчас, секундочку, я с Абу Джафером. Я хочу с Абу этим вместе напасть на Вендетту. Вот, и... Есть что-то против этого, а, Абу В Джафер? кустах. Я в кустах. Что у него 3 камня, еще метки, если что. У него сейчас 4 сидишь полоски. с 3 камнями, если мало ли что. Я как Кадыров, кусты Абу Хаджар. спрятался. Да, Абу Хаджар. У него 2 полоски, он сейчас вроде беременный, я не знаю, там уже все, связь ушла. Видимо, связь рожает. Как же нам остановить этих, Абу? Видимо, связь рожает. Абу Хаджар, как нам уже остановить все это? Знаете, Леон, тут знаете, в чем проблема? Проблема в том, что наши люди, чеченский народ, он искренне считал, что вот эти муллы, что они такие же набожные, богобоязненные, которые воспринимают так же, как и они сами Бога. Они не предполагали, что они им будут врать. Никто никогда не думал, что они могут врать от имени Бога, от Создателя. А сегодня мы понимаем, что самые конченые ублюдки, которые во всем врут, это именно это проповедники. Именно вот эти люди всегда, везде нам врали. Везде и всегда. А я думаю об это, смотри. Абу Джафер, там, Абу Хаджар. Я думаю, это 2 сура, 115 аят, скорее всего, вот это сейчас все опровергнет. Как ты думаешь? Давай вместе, мы с тобой будем вместе против Вендетты, давай. Мы потянем, я чувствую, мы потянем. Как Кадыров в кусты ушел. Я сейчас камни поищу тут. Подожди, ты за бетонную стенку спрятался? Ты за бетонную стенку спрятался за камень? Или за дерево? Вот эти деревья, которые евреи садят, у меня кусты еврейские, я между них стою. В кусты ушел еврейский. Вот сейчас там сиди, а мы сейчас придем с ним за тобой, подожди. У него 2 полоски пока. Вот там, с вами будет. Видите, Это связь, если плохая, вот так показывает. Если связь плохая, вот так показывает, да, полоски, что? Да, у него 2 полоски. Это когда, знаешь, беременность появляется, 2 полоски тоже так. Я думаю, то, что он сейчас слышал Вендетта. Блин, четко он было. уже стал беременный. Ты знаешь, смотри, Абу Хаджар, там, да, если бы я такого услышал, я бы тоже там ежиком выражал бы. Вот. Ну давай все-таки мы с тобой сделаем коалицию и нападем на Вендетту. Он пока сейчас строит бетонную стенку, и его дерево за деревом стоит. В кустах, да, в кустах.
Ему даже башуками принесли уже, видишь? Он с нами, он здесь. Есть Комфорт Плюс, который у пророка был, волосатый. Я его за 700 тысяч долларов продавал. Леха миллион в цену рубил, там Леха в доле. Сейчас он миллион стоит. Комфорт Плюс, волосатый камень у меня. Это на канале опубликован. Братан, трэш. Ну так, родишь Я или не не могу родишь, собрать что с коалицию тобой? против тебя. Вот, может, поговоришь так, уже давно пора уже аж родить. Короче, это трэш. Я никак не могу собрать против вас коалицию. Где же кого же позвать? Какого же ученого? Аху позвони, красный телефон есть у тебя рядом? Я сейчас Мухаммада позову, подожди. Вся надежда была на... Мухаммада уже все, книжка закрыта. Он сам себе Что не вот может это за помочь. эфир, там Лига 2, потом на паузе типа стоит. Как вот это дело работает? Просто самому интересно. Это он попал в Лигу 2 сейчас. Он попал в Лигу D2, да, он попал. Это типа там как игра, да, там с другими соревноваться, и за это ж какие-то очки получаешь. Не, это просто видишь ему Рейтинг подарки поднимается, ну тогда охват больше будет. Рейтинг, да. Больше заходит. Ну, Абу Хаджар, давай вместе. ТикТок больше продвигает. Абу Хаджар и еще 95 сзади стоит. Вообще интересно вот это сочетание. 95 это русский регион. Это квартал 95-й. Ну, Как это Калабиклав. вообще регион, да? Вот как этим баранам. Печать, там. да, это как баранам ставят печать. Как баранам ставят, номеруют, их то же самое номеруют. Клеймо. И вот это Абу Хаджар, и еще 95, и еще какой-то араб там на фотке. Написал в чате, я не могу понять. Типа, да пошли вы. Все, вот так? Я тебе пришел помочь, а ты уже вот так огрызаешься? Неблагодарный. Ты всегда забываешь, что он мусульманин. Мусульманин нет слова понятия. Зато видишь, у него 2 полоски. Видишь, он пришел уже беременный. Все, его уже... Ну, это чисто по суннибах, ты не понимаешь. Да. Ты просто не понимаешь. Сейчас Абу Карил зашел, он сейчас поможет. Так, поднимайтесь, да. Бисмилля, давайте. Ну, иначе давай вместе хотя бы на них нападем, давай уже. Опровергните их, как бы, а то тут мне уже уши завернулись трубочкой. Такие вещи рассказывают. Здесь это по медицине. Кто-нибудь есть? Вот не знаю, по медицине или по генетике. Или... Если по исламу я есть, медицину исламскую Нет, я меня знаю. просто... Извиняюсь за эту за, как бы, риторику. От посасывания груди. Уже там типа мужик после этого, он как бы не боеспособный, да? Или как это? Ну да, он ее возбудил, все, там уже контакт есть, можно дальше продолжать. Ну, первый раз не это самое, второй раз как первый раз, третий раз привычно. Говорят же, вот, у них с 5-го раза привычно. Я что говорю, вот если посасывание произошло, и после этого можно наедине оставаться, как брат с сестрой, с любой женщиной. Значит, там как бы типа, ну, либо там потенция, что-то такое, да, как бы уже не функционирует это дело, одним словом, извиняюсь за подробности. Короче,
точки зрения медицины, как это вообще обосновать? Непонятно. Я пытался пару раз говорить со своими знакомыми, сразу такая агрессивная реакция бывает. Да, ты хотел какой-то вопрос мне задать? Хотел спросить, а вот у тебя, попроси, что я на ты, просто у нас учился не принято на вы, поэтому подумал, что... Да, нормально, нормально. Сказать, а вот у евреев вот есть возраст какой-то ограниченный, например, по женитьбе? Ну смотри, в древности 13 лет ты становишься мужчиной, да? Окей? Ну, так у нас бар-мицва. А бат-мицва это 12 лет. Но никто не женился в 13-12 лет. Такого не было. То есть 13 лет ты делаешь там, ты идешь на Тору, и ты становишься мужчиной. Я, например, я в чат GPT, например, писал вот про людей, которые женились на девочек, несовершеннолетние. Он мне показал много разных там, не только Мухаммад, там еще много других, людей есть. А вот в Израиле таких, получается, случаев не было, да, получается, из каких-то известных? Нет, у нас обозначается, что 13 лет мальчик, да, у него выходит выделение, он становится мужчиной, и окей. А женщина, говорится, что она становится девушкой, что у нее получается месячные, да, в таком виде понятия. То есть они уже как бы это. Но понятие или когда записано у вас есть? Да, конечно, записано. Пишется, что 12 лет, но они не женились, не было такого случая там. И то, когда говорили про Ривку, да, вот это, я всегда говорю, покажи мне, где написано, пока я не показал именно по Торе, что она была, она наара была, она несовершеннолетняя была, то есть и она еще поднимала кувшины по 20 килограмм, 15 килограмм, представляешь? То есть ей было 14-15 лет, где-то вот так. В 15 лет еще можно, да, там, то и она была такой помолвлена. скачок, возрастной скачок, вот, например, дедуля 53 года, и вот девочка. Не, у нас такого не было. И то она была помолвлена в 15 лет, а вышла замуж в 18. Такого не будет, что на детей такого, понимаешь? У нас в 15, в принципе, девушки уже как бы женились чуть пораньше. И вот мой прадед, например, его в 15 лет женили. Там всех братьев перебили на войне, во время вот этой так называемой Кавказской, русско-чеченской войны. После нее вот в этот период. И 15 лет женили его, как бы, чтобы род там продолжил. И, короче, вот такая ситуация. Вот такое, да, чтобы там 9-летний ребенок, дедуля, чтобы привел. И чтобы это еще оправдать хотели, это вообще нонсенс. Я еще один такой интересный хадис прочел. Он называется «Ведение беседы вечером с гостями и членами семьи». Слышали когда-нибудь такой хадис? Не. Я вот прочитав его, я сейчас коротко прочту, сообщается, что Абу Бахам ибн Бакр, да будет доволен Аллах, ими обоими сказал: жившие под навесом были бедными людьми, и однажды пророк сказал: у кого есть еда для двоих, пусть возьмет с собой третьего, и у кого есть еда для четвертых, пусть возьмет с собой пятого или шестого. И Абу Бакр провел домой троих, и сам пророк увел с собой 10 человек. То есть их было 12 или 12 человек. И сам хадис называется «Ведение беседы вечером с гостями». И почему-то, он большой просто, сейчас не буду зачитывать, он почему-то напомнил мне эту картину да Винчи, «Тайная вечеря». Это тоже называется «Ведение беседы вечером». Странно что-то. Да.
А вот сидят мусульмане, Бокс сидит, и Дон, и Ахчи, вот и... Вы вот как-то без прикола, вот честно, вот я вам говорю, да, без прикола. Вы как-то можете опровергнуть это дело? Насчет богов чеченских? Не, ну то, что вот сейчас ребята рассказывают, то, что Вендетта рассказывал, ну, называл да. хадисы, аяты. Да. Я пытался, Как бы- не смог тоже опровергнуть. Бокс, вы можете это или нет? Откройте микрофон, пожалуйста. Я чуть-чуть занят, чуть попозже сейчас отвечу, подождите. Хорошо, хорошо. Мне здесь кто-то написал, типа, то, что я сейчас сказал, получилось, что 15-летнего на 9-летний женили. Если что, я не это имел в виду. Я имел в виду, его на сверстнице женили, но в 15 лет. Извиняюсь, если кого-то перебил. Просто... В Советском Союзе, я знаю, что я слышу, что 18 лет, там все 18, да, 19 лет выходили замуж. Это так было, да? Это вроде нормально было. Раньше тоже выходили. Не знаю, как чисто там по России, но у нас пораньше тоже выходили замуж. Просто Что-то Дон сегодня. На сверстниках женились, то есть на сверстницах, за сверстников выходили. Не вот это вот, да, чтобы там, тем более 9 лет. И дедуля 53-летний, у которого Что-то еще Дон сегодня 11 молчит. жен. Дон, ты обычно всегда такой с боевым духом заходишь там, а сейчас молчишь. Что случилось? Давай уже, сыграй. Он думает. Дон думает. Что здесь думать? Тут плакать надо. Если такое это правда, тут надо уже все. Это пипец. Ты знаешь, что радио маршал? Ты знаешь радио? Вот честно тебе скажу. Что вот... меня Ибрагимом можно называть? Как? Ибрагим? Ибрагим, наверное. Вот смотри, вот арабы, да, они это все признают, они говорят, все это в открытую, да, это так, да, это правда. Я тебе честно говорю. Я даже вот здесь спрашивал у наших, да, они такие спокойно говорят, да, это правда, а что такое, что здесь случилось. Вот все, что вот я услышал от Локи, я ей показываю, они говорят, ну да, это так, а что, в чем дело? То есть они вообще, как бы для них это нормально. Где в основном стесняется сказать, это вот казахи, чеченцы, кавказские, вот и страны бывшего СНГ, да, русские. То есть, а сами арабы, они говорят, да, это нормально, вот как бы признают. И даже я смотрел этих ученых арабов, они в открытую это говорят. И здесь ничего стесняться, это все нормально. То есть для них это нормально. Ну, я вот, например, разговаривал с другом, и когда начал эти вещи ему говорить, он мне говорит, так эти арабы уже, все, они уже далеки от ислама, все уже. Я ему говорю, так если они из этого вышли и далеки, тогда почему мы должны это делать? Прикол. Саудовская Аравия в следующем году будет вышел такой закон, можете почитать, увидеть. Они будут справлять еврейские праздники и христианские праздники. И еще можно добавок уже пить. То есть в Дубае был один магазин, где продавался спиртное. Ну и какие-то там гостиницы тоже были. Там дорого, да? А теперь уже спокойно можно и пить. То есть они в открытую говорят, ну все, как бы мы закончили свое дело. Есть люди, которые нам поклоняются, бегают к нам, платят бешеные деньги. Все, что еще хуже? У меня сегодня один парень, он сам белорус, но он принял ислам, я его много лет знаю, он в Европе живет. И я его уже встретил, я его лет 5-6 не видел, и неожиданно встречаю уже его, такой с большой такой бородой у него, такой там уже в арабском платье, все. И как бы это было еще полгода назад, я с ним, нашим братом стал туда-сюда разговаривать, общаюсь.
Потом и вот сейчас буквально сегодня утром он мне присылает, он мне часто вот начал в последнее время присылать именно вот ролики, связанные там всякие там выступления каких-то арабов, там что-то такое, какие-то там эти, да, разные какие-то, ну, какие-то худбы, какие-то, ну, разные вещи, короче говоря, присылает. И сегодня присылает мне один ролик, в котором, я не знаю, может уже другого включить. Короче, там какой-то, не знаю кто, или он казах, или узбек, он такой в тюбетейке, такой с короткой бородой, и он рассказывает, говорит, вот я сейчас хожу по рынку, говорит, и вот у нас на рынке, говорит, вот эти продают финики, и будьте осторожны, говорит, очень много фиников израильского производства. И написано, как бы, Израиль, Израиль, Израиль. И мне это он присылает, типа, короче, как он проживает в Европе. Смотри, видишь, им нечего ответить, да? И начинают с головы придумывать, почему русские, евреи считают вторым сортом Израиль. Ты его сейчас головой круть, это вообще вот это... У вас вообще в башке что-то нормальное творится? С другого этого гаджета включить. И я ему назад пишу ему, говорю, как бы... Вот видишь? И непонятно даже... Херню писать. Наоборот. Я ему назад пишу, откажись от Инстаграма, от интернета, скажи, отказался, от ТикТока, от всего. Пускай отказывается, от телефона. Телефон, который он снимает, тоже, наверное, скорее всего, еврейская разработка. Ну вот видишь, нечего сказать, начнем придумывать всякую херню. Донт, что там думаешь, Донт? Открой же микрофон, ты обычно такой буйный у нас. А тут это все. Просто запрещено. Да, так и есть, совершенно верно. И там два момента, которые надо разделить. Один момент – это проживание, а второй момент – это брать помощь, покровительство. То есть это еще усугубляет ситуацию в нашем случае. А как они это оправдывают? И смотри, отговорки находят только ссылаясь на религиозных каких-то деятелей, которых нету. Там типа позволяют. То, что они говорят, что вот Эфиопию, то, что он переселялся, Мухаммад. Тогда не было Эфиопии. Так, смотри, он сам, во-первых, не переселялся, он послал отправил своих сподвижников. Ага. Второе, это первое. Второе, тогда не было мусульманских стран. То есть тогда не было ни Афганистана. Тогда не было Эфиопии, тоже не было. Тогда, Эфиопии тоже не было. Не было мусульманских территорий, и это как бы вынужденная такая мера. Сегодня существует там десятки стран мусульманских, в частности, даже шариатские есть, да, там Афганистан, Мавритания. Ты мне извини, Ибраим, но мне все больше и больше. Ислам – это диагноз. Я тебе объясню, почему я так даже уже вижу, да? Сама книга их не опровергивает всю идеологию ислама. Сам Коран есть показано в тексте, что уничтожает ислам. Очень многие людей сюда поднимаются, просто с головы берут что-то, да, и высказывают, и этим же позорятся. И также, смотри, когда их подгорает, они начинают придумывать всякие истории. То есть из сказку в сказку, да. Вот как этот имам сейчас рассказывает, что русские евреи, которые живут в России, не признают Израиль. И вот такой вот этот понос. Понимаешь? Я на них смотрю как на больных людей. Зато есть привлекательный момент. Главный момент то, что можно... Почему едут не в Афганистан? Кафир должен быть унижен и заплатить джизью. А что толку ехать в Афганистан, там, когда все кругом такие же? Это привлекательный момент в этой жизни, а потом в рай. Ролик показать один.
Ты весь вечер молчал и сказал так. А что, не так, что ли? Всё? Поэтому кое-кто, кое-какие племена, не буду сейчас озвучивать, они приняли ислам, потому что они находились рядом с кафирами. Им сказали, теперь можно кафиров, ну, там, прийти, напасть, например, на Наурскую, ограбить, там, забрать наложниц, там, и так дальше. Поэтому напали на Наурскую в 1774 году. Вот. И по этой причине нас туда отправили, как бы укрепить там рубежи, потому что вот наши как бы соседи там стали мусликами. Вот и все очень просто. Поэтому мы там оказались. А сейчас... Вон нигде вы не оказались. Не надо здесь опять жертву включать. Вы военные колонисты, твои предки, которые там поселились на нашу территорию. То, что мы там оказались, нас, это такое да, благо. чтобы нас полностью колонизировать. Да, да. А ты не несешь ответственность, тебе 100 раз сказали, но ты все-таки на себя ее перетягиваешь. Да перестань ты. Я тебе логическую цепочку. Он казах, он сейчас достанет свою саблю и начнет. Это бывший русский, нынешний украинец. Нет, он донской казах, то я помню его. Нет, это у меня отец оттуда. Нет, я вырос там, в Чечне, знаю всех их лучше, чем ты. Я их лучше знаю, чем они себя знают. Себе кто Так ты, же Ваня? русских могу сказать. А сам Да, себе да, это да. хотя бы знаешь. Да. Дон, а ты в Чечне был под прикрытием? Да. Офигенные прикрытия. Не дай бог никому такие прикрытия. Значит, нормально прикрывали тебя? Да я просто вовремя соскочил это. Видишь, ну, знаешь, хорошее было прикрытие. А если было плохое прикрытие, я, кстати, не соскочил бы. Так какое там прикрытие? Там ни у кого прикрытия не было. Там было прикрытие только у этих рож, которые там сейчас и мелькают. И, ну, кое-кому не повезло. Ладно, то такая тема. Ты не поймешь. Если так подытожить, понимаешь, почему все это произошло? Потому что вот на территории бывшей СССР только балтийские страны, они отчепились, они быстро провели иллюстрацию, вот, очистились от агентов КГБ, все это шушеры. А там этого же не произошло. Вот. Знаменитый этот портфель, который там где-то кто-то где-то там какие-то не успели КГБшники с Грозного вывести, какие-то документы там что-то к Дудаеву попали, он сказал, не, это не надо, тут показывать, тут все мы есть, находимся там, понимаешь? И он в том числе. И Яндарбиев, и все они. Ну, может, только Масхадова, это, возможно, там не было. Момент, что ты там рассказываешь? Да, момент. Известный момент. Я тоже не понял, если честно. Что за чемодан? Да там какой-то там нашли, там где-то не успели Это вывести. точно не ходить какой-то? Не, с фамилиями всех этих агентур. Ибраим, номер хадиса, хацадидершигер. Вот. Это вот у тебя какие-то претензии к чеченцам? Не, это обычный. Претензии? Я сейчас объясню, что с ними произошло. Я это всем пытаюсь объяснить. С кем? Это такое психологически еще с юношеского. Ты сам это придумал или тебе написал? Ничего я не придумал. Я это даже могу объяснить полностью, этот синдром. Как он произошел. Даже вот этот ролик, если здесь можно было бы крутануть, где жительница села Алдов, селение вот это Новой Алды, где
более 60, по-моему, или около 80, я сейчас опять по цифрам, у меня всегда проблема, полностью женщин, там, дедушек, которые дома оставались, там, старичков, короче, загасили вот эти русские во время Второй русско-чеченской войны. Просто, когда уже город оставили вооруженные силы, вышли, короче, сделали прорыв, и вот эти гражданские, которые там оставались, они как бы над ними поиздевались. Это вот как в Буче, вот Ирпень, как там было, вот это типа того. И там интервью, когда дает девушка чеченская, ну, женщина, она объясняет, как они им говорили, типа, не надо было разваливать Советский Союз, не надо было вам Дудаева поддерживать. Это вот точно психология вот этого Дон Ахча. То есть у них что произошло? Все вот эти русские, которые, в частности, проживали на территории Чеченской Республики, в их психике у них вот это вот такой перелом произошел. То есть государства, образующие, титульные, которые могли все иметь, да, там, вдруг в один момент развал Советского Союза, и чеченцы, которые не могли на своем языке, к чему я свидетель, да, разговаривать в каких-то общественных местах, даже в городе, не могли на родном языке говорить, сразу нас как бы пытались одернуть. И, ну вот я инцидент еще помню пацаном, да, там, когда из автобуса вышвырнули там 2 парней, которые на родном языке говорили, которым, короче, объяснили, чтобы они говорили на человеческом, то есть на русском. И вот это вот эти люди, когда вот этот их обслуживающий персонал в лице чеченцев, и тут вдруг происходит уравнивание, то есть этот народ, эта нация, она становится как бы хозяевами на своей территории и провозглашает свою государственность, как ей позволяет и бывшие законы Советского Союза, и международное право, и берет аккуратно курс на независимость. И вот в этот момент эти все, которые вдруг вот с ними, представьте, уравнялись чушки, осуждаю, ну, просто, да, их цитату. Вот эти уравнялись с ними в правах, стали тоже такими же гражданами, и еще они как бы свое национальное государство здесь провозглашают. Нифига себе, ну давайте быстро в стойло, это что такое? И вот это вот негодование у них, они еще это связали с развалом Советского Союза. То есть как будто бы чеченцы им взяли, развалили Советский Союз, пришли. Вот такая психология. Вот точно близнец есть у Дон Ахча. Такая девушка уже, ну, пожизненная девочка, скажем так. Рубцова. Как ее звали? Не, извиняюсь, стоп, перепутал. Полина. Жеребцова, Полина Жеребцова. Ух ты, чуть Рубцову. И Моторова еще. Да. Полина Жеребцова еще в Финляндии Гиви с Моторовой. Да, вот у нее тоже вот такая вот психологически такое с детства у нее вот перелом произошел. Вот чеченцы, когда с ними уравнялись в правах и стали хозяевами своего государства, как это так, чушки, которые обслуживающим персоналом являются, это же мы здесь и полностью управляли, и как бы во всех каких-то на должностях мы были главными, дачи мы имели, автомобили мы имели, все ему как бы богатство там и так далее. И в город эти чушки даже в столицу республики приезжают, до вечера должны были ее покинуть без прописки. То есть, а тут ничего себе, уравнялись в правах, и даже президент ихний, кстати, у которого жена русская, поэтому ему не приклеишь там, да, то, что он там русским что-то, кого-то там прижимал, то есть жена русская у человека.
Вот такая вот ситуация. И вот этот Дон Ахча, он как бы вот у него вот такое вот... Я его понимаю чисто по-человечески, сочувствую ему, но оправдать это нельзя, потому что вот такой синдром, когда ты просто уже там 1000 раз ты ему будешь объяснять, у него уже вот это, к сожалению, там в мозгах что-то аукнуло, там, щелкнуло, и вот ты уже его не переубедишь. Как он у нас в телеграм-канале, Макс, есть такой персонаж, чеченец, который сейчас в Америке живет. Вот у него тоже, ты ему всю подноготную, когда раскладываешь, все вот эти национал-предатели, так называемая оппозиция, которая в Чеченской Республике была, оппозиция, которая позиционирует себя, оппозиция вдруг тащит нас под русских. С русским оружием, с русской техникой, с русским финансированием, устраивает беспределы, там всякие бандитские вот эти вылазки. Не подчиняется ни власти, ни государству. И вот так вот тоже ты ему как не объясняешь, он уже у него с психикой вот такие отклонения. Но это как бы не насмешка, да, там над людьми, но вот имеем, что имеем. Я тоже скажу, вот этот Дон Ахчи, вот чтобы у вас было понятие, кто он такой в Чечне. Примерно я пример приведу. Вот были такие Новороссию в Донбассе строили, Гиви и Моторола, вот помните? Вот если сравнить с Дон Ахчи, Гиви с Моторолой, эти новорожденные дети без штанов бегают. А это уже вот возмужал Дон Ахчи, понимаете? Вот такой человек, у него паспорт был русский, когда он жил в Чечне. И они Новороссию строили в Чечне. Вот типичный Гиви и Моторола в детстве он. Вот конкретно вот этот тип. Там да. Вот эти в станице Айсиновской, Нестеровской, вот эти колонистские еще с прошлого поселения. ДНР и ЛНР. Да, где они шлют письмо Ельцину, чтобы он ввел войска, короче, то есть чтобы он их полностью с их территориями в Российскую Федерацию присобачил. Замысел, Ибрагим, отправить своих туда, чтобы они жили, дали корни. И в нужный момент, типа, наших бьют, надо пойти спасать, понимаешь? Вот и все. Да. Это было такое старое... Вот смотрите. Вот он сидит сейчас в подвале в бомбоубежище в Киеве, его русские бомбят, и вот также все русские, кто остался в Чечне... Да, ненависть у него к чеченцам. В Чечне, которые остались, все русские, там, чеченцы, кто остались, вот так под ноль сравняли Грозный, вот всех разбомбили, убили, а у него ненависть к чеченцам, понимаете? Новороссию не дали построить. В первую русско-чеченскую войну большинство именно в столице Грозном проживало русских, которые больше всего там оставались, да, когда все покидали там, или переселялись в места более безопасные там по республике или в соседние республики. Вот именно в столице в основном большинство было русских. И такие бабушки, дедушки, которые там не смогли, некоторым там помогали выезжать там, даже с собой к своим родственникам чеченцы увозили там некоторых стариков. А вот эти, которые, там, без родственников, без знакомых, они оставались как бы в городе, и вот эти вот все бомбы русские кидали на них как раз-таки. То есть там, я уверен, там даже на десятки тысяч погибших будет среди русских. В одном эфире Ибрагим там 2-3 дня назад там разговаривал, что его родственникам в Швейцарии дали это убежище, признали, что чеченцы геноцид сделали над ним.
А в Европе вот чеченцам кто геноцид делал, их как приняли? Мне интересно вот этот вопрос у него. И когда мы говорим, когда мы вот эти все жертвы подсчитываем, да, 300 тысяч убитых за 2 русско-чеченские войны, нужно подчеркнуть, что там русских тоже несколько десятков тысяч в этой, как бы, в этой статистике. Вообще-то у нас просто точные цифры, их сложно как бы предоставить, но у нас были организации правозащитные, которые хранили трупы, потом массовые захоронения, раскопки делали там, ну, искали, короче, без вести пропавших. И по вот нашим официальным данным, да, вот нашего государства, у нас жертвы были 250 тысяч, цифра такая была. А вот русский чиновник Кадыров, он озвучивает 300 тысяч жертв. То есть у них, видимо, лучше все-таки вот эта информация. То есть это еще после, они которых посчитали, да, там, после того, как уже захватили там республику и так далее. Вот такой вот этот Доначи, Пушилин там, вот такой человек, вот как типа Гиви, как Моторола, вот этот вот. Ну, правда, эти Моторола, Гиви, они дети со сравнением с этим. Этот конкретный захватчик, убийца чеченского народа. Один из участников геноцида непосредственно. Я спросил, поэтому я спросил, Дон, ты к Он вообще проживал на территории воинской части в Грозном. Я поэтому спросил Дона, ты какую-то ненависть имеешь к чеченцам, да или нет? Он говорит, нет. Так ты сам себе противоречишь. Конечно, имеет. Конечно, имеет. Он конкретно, этот человек жил на территории воинской части. Дон, ты там микрофон включи. Он рассказывал, как чеченцы геноцидили русских, и как украинская армия придет за это спросить. Недели 2 назад он мне рассказывал, как чеченцы геноцидили русских, и как украинская армия придет за это спрашивать. Но я сказал, добро пожаловать, сначала разберитесь там, потом посмотрим. А при чем здесь украинцы? Если бы не вся Европа, которая помогает Украине, как бы он, интересно, спросил бы это, интересно. А вы точно знаете, что он в Челябинске где-то сидит в подвале? Он сидит в России. Да. Он потом будет судить украинцев, что геноцидили русских на Донбассе. Вот слышишь, получается? Или ЛНР. Да, секунду. Слышишь, получается? По акценту, чисто русский акцент, да, сидит в России, рассказывает, что он в Украине. Сабурдев, да. Камил секунду. Подожди, не подгорай. Да, когда я буду говорить. Секунду. Ты сидишь в России, да, а рассказываешь, что типа украинская армия придет потом в Чечню. Вот это говно на вентилятор накидываешь, понимаешь? Ви мастера в этом деле. Давай розмовляти українською мовою, Сабурде. Кам'ялду, Грознер, Лодолош навыси. Секунду. Московский хан, Ицапхим. А какой смысл? Переходим на украинскую мову. Секунду. Какой смысл украинской армии? Дайте мне секунду. Какой смысл украинской армии идти в Чечню? Вот ты подумай своими куриными мозгами, а? Вот серьезно. Ты же не мусульманами сидишь здесь. Где логика? Вот я объясни. Ты запиши потом, чтобы ты не думал, что тебе приснилось, когда туда она придет туда рано или поздно. Ой, да ладно. Да. Секунду, а цель А вот какая? эти все, они тут сидят, потом это все. Ты меня слышишь? Я Закаев, потом, подожди, Ломаев. Не, ты со мной против, чтобы туда освободить. Ибраим, дайте секунду мне, я выведу его. Я просто выведу, я вижу, с кем я дело. Ты ответь на мой вопрос. Какая цель и в чем... Какая цель, что украинская армия зайдет в Чечню? Ну-ка, давай. Какая цель? В Украине войну объявили. Не, подожди. Там, значит, это будет решение не только Украины, а там коллегиальное. Вот. Может, какая цель, я тебя спрашиваю? Ты со мной разговариваешь? Какая цель, чтобы там были рубежи европейской цивилизации.
Причем здесь, Установлен. как ты что, вообще, блин, головой А тронулся? что? Ну, тут там кто придет? Турки Вот туда придут. ради этого они сейчас отправят тоже. Россия Ну, напала. туда еще там же придут, надо будет отловить. Послушай, убоги. Нет, ты же рассказывал, что отомстить придут. Нет, тогда отловить тех, которые Нет, ты воевали в Украине. пару недель 5 назад ты минут. мне рассказал, Это ты вы говоришь про там себе европейскую придумайте. цивилизацию. Это вы там Сейчас, себе А ты мне придумали. рассказывал, что они мстить придут. Кому тебе? Ты кто такой? Лично мне пару недель назад Ты ты кто? на этом стриме... А ты кто такой? Подождите, ребята. Я человек, который был на этом стриме, когда ты пару недель, 2 назад на этот стрим приходил и рассказывал, что вы там твари, вы геноцидили, украинская армия придет с вас спрашивать. Это дословно твои слова. А сейчас ты про какую-то европейскую цивилизацию А рассказываешь. рядом сидит девушка, тебя говорит, будь Вот мужчиной. это Дон Арчи будет мне лично принести подай там под Это столом рядом, бегать, блядь. соображаешь, рядом сидит на заднем фоне слышно женщина, будь ласка, говорит, будь мужчиной, короче. Даже сзади говорят свои слова, короче. Прям слышно было на фоне, Дон. Да, слышно было. Женщину сюда не будем тянуть. Не, за Да. его фоне слышно было ему говорить, будь мужчиной, Надо просто, говорит она. Дон Арчи, объясни еще, как ты относишься к сионистам. Да, Вот какая мне... это- Да, оставь, уже все понятно. Отвечаю, на Просто где женщину, логика? руку подними, шкуру сниму. Дон, отключи микрофон. Только со мной говори. Она на нашей стороне, смотри, не трогай ее, она наша. Шерсть Сейчас, сниму, ребят. шерсть сниму, отвечаю. Дайте 2 Да, минуты. Я еще больше выведу Ребята, его вы сейчас. что, я думаю, она ему по голове бьет. Вы что, ребята? Его надо защищать. Сковородкой. Она Да. подошла, как подзатыльник дала ему, будь мужиком, понимаешь? Там как ты относишься, Дон Арчи? Просто Если А он слышно, это заставьте его извиниться, короче, за его Дон, слова. скажи мне, где цель, какая причина, что украинская армия должна зайти в Чечню? Вот ты мне объясни. Вот только ты не рассказывай нам сейчас эти Не, он сказки. сейчас включит Ты не с микрофон, мусульманами не извиниться, его за ухо взяли, короче, он сейчас включит микрофон, не будет, по-другому заиграет шарманка. Ну-ка, Дон, извиняйся, мы слушаем. Она, походу, сковородку сейчас хуярит. Оккупант недобитый, понимаете? Оккупант, он его просто бесит. Оккупант недобитый. Какой же ты казак, Да. если тебе Если жена вот сковородкой бьет? Да. каким-то образом это никогда не случится, но у него в мечтах, что Россия победила там, если победит Россия, он будет украинцев вешать, да, ходить, понимаешь, вот этот человек. Дон, вот враг хочешь, я тебе украинского скажу народа. правду? Сейчас, Абу. Вот Финляндии записывай, есть. Дон, смотри, записывай, Дон, записывай пророчество, как что еврей говорит. Вот записывай, и так это и будет. Хуже президента во всей России и царя Путина нету. Как он уничтожает Россию, больше такого не будет. Может быть, иншалла, еще один будет. да, они такой. все такие были. Да. Иван, все они такие Теперь были. смотри, эта Когда война, там хороший был. сейчас, эта война развалит Россию на куски. И ты будешь сидеть с Это правда. ты сидеть будешь с открытой жопой и не знать, куда податься, понимаешь? Вы со своей ненавистью, запомните слова, не будете знать, куда податься. Почему? Экономически вы можете только у себя рассказывать, что вы самый впереди по планете. Везде. Леван, ты сейчас технологически вы серьезно обосрались. его этими словами пугаешь? Ты его сейчас серьезно Не-не-не. пытаешься этими словами напугать? Они там друг друга жрали, понимаешь? Они там друг друга на собак меняли. И поклонялись этим царям, понимаешь? На породистых собак они семьями меняли друг друга. Ты сейчас этому человеку хочешь... Леон, микрофон хочешь боится. этим его напугать? Нет, так нас... Я думаю, слушают Леван, другие те слова, люди. которые ты ему говоришь, ему абсолютно все равно. Он русский. Нас сидят еще Понимаешь? русские люди слушают. Нас сидят русские люди еще слушают. Еще русские люди. Такие же они Как- все, 90%. Так я же дай до конца.
С голоду они друг друга детей жрали, а ты хочешь его этими словами напугать. Удивительно. То, что вы развалили вашу страну технологически, экономически, как бы уже не подошли, вы везде отстали. Вы просто везде отстали. Но у вас ненависть настолько стала сейчас другим народом, просто переплевывает все. Да? Ну, они сидят, ждут, говорят, если Аллах предписал нам, то будет у нас. Çok içim, ya diyor şöyle söylüyor. Çok içim var. İnsan oğlu yere olmadı dedi. Леон, знаешь, у них такая тема. Он внизу пишет, Эпштейну расскажи, Дон. Это у них сейчас тема, типа, Эпштейн, Моя еврей. страна закончилась. Моя страна, а не моя страна. Алло, 29-й. Да, типа, Он даже настолько обкакался, боится даже микрофон включить ему. Будь ласка, будь мужчиной, сказали. На заднем фоне украинка была, видимо. Она его нормально, от души, короче, приземлила. Да, пусть Леон закончит. Думаю, это работница КГБшник. Я думаю, это работница КГБ, она сказала, подыграла ему, чтобы он типа. А, может быть. У него, кстати, говор, заметили, это, Ибрахим, заметили, султана, знаете, у него говор такой же, как у султана. Ne, şu kafir ştukliler doşda çün inşallah şun te ababe jemaati şun to nitse satınır ve o şun to ababe muzmagamada o özü şun söyle satınır nitse. В Финляндии, которая живет, да, Полина Жеребцова. Да, будь ласка, Саша ему сказала. Сашенька, он не Дон, он Сашенька. Смотри, у нее ненависть, она ее постоянно там в интернете, кстати, мусульманка она еще, походу, там. И, короче, вот что интересно, у нее обе стороны виноваты, но при всем при этом она, как бы там, чеченцы ее, видите ли, ну, короче, плохие были там, они во время... Там прижимали как бы ее в школе где-то, там ее где-то, я не знаю, ее права какие-то. Короче, вот включая детские какие-то свои эти, да, там перепалки. Все она это пытается вписать в эту тему, как бы. И что интересно, вот плохие чечены и Российская Федерация такая хорошая, и она вместо того, чтобы в эту хорошую Российскую Федерацию уехать к своим, почему-то уезжает в европейскую Финляндию. И там просит убежище. Вот это вот, что такое вообще? Я никак не могу понять. Не нам, что это такое. Саша, будь ласка, объясни нам. Включи микрофон, будь ласка, Саша. Саше запретили. Я отвечаю, Саша, запретили. Ему отвечаю, запретили микрофон включить. Дон, включи микрофон, Дон, секунду, включи микрофон, Дон. Саша, не Дон, а Саша ему сказали. Не слышал? Саша, будь ласка. Саша, Паша, Наташа. Сашок. Алхамдулилlah, Маша и Алла тоже приветствуйте, Маша и Алла. Подожди, он в Украине? На секунду, подожди. Ты же говоришь, что ты в Украине, да? Алло. Походу на сковородку. Да нет, какой в Украине? Сидит в бункере где-то сзади, рядом с кадыровцем. Подожди. Включи микрофон, будь мужчиной. Сашенька, мастагерша, бра. Эх ты не мужчина, Сашенька пишет. Тема, то, что он сейчас пишет. Скажешь, он казах. Эпштейн, там туда-сюда, всемирный заговор евреев, сионисты. Это как раз то, чем они вот наших дебилизированных исламистов кормят. То есть вот такими темами. Да, совершенно верно. Сейчас вот эта эпштейновская тема, видите, евреи, 5-10. Она уже 2 года назад это была эта тема. Да, сейчас это понятно, да. Информация до мозгов дошло, сейчас просто у них это позднее зажигание. Понятно, но они все равно это вот так пытаются всяких будулаков там через вот это вот там настроить и как бы вот
управлять, да, ими там, всякой агрессией. Это был политический проект. Схватить всех за яйца, всех правителей за яйца, компромат. Не, он не разбирается, Леон, чей это проект был. Он просто говорит, что вот эти товарищи вот с этим бегают, и это очень хорошо действует на этих наших. Не буду выговариваться, но он про эти говорит. Там же как бальзам на душу, евреи. Заговор, понимаешь, евреи. Заговор. Ну, конечно, заговор. Ты что? Да. Без этого же нельзя. Вы что, на Запад хотите? Если на Западе вот смотри, как там устроено, понимаешь, как там детей насилуют, это, то, все, понимаешь. Вот этой песни, вот этим... А у меня вопрос тогда, почему уже не рвутся в Европу? Кому задаешь вопрос? Нам, что ли, это? Больше всего... Этим. Не, больше всего они в Америку хотят попасть. Вот. Где ты смотришь там этих комментариев в соцсетях всяких, всегда они Америка, там враг, пиндосы, там индосы, янки. У нас безвизовый режим с Америкой. У нас израильтян безвизовый, но если ты араб, тебя не принимают. Вот так они поставили. То есть, если израильский паспорт и он араб, они его не принимают. Все. Там целые проверки идут, сумасшедшие проверки идут. Ну, Леон, это понятно. Но он про другое хотел сказать, Леон, понимаешь? Ты невнимательно слушаешь, о чем он хотел сказать. Я просто имел в виду, что все вот русские, они... Для них как бы враг Америка, но все они туда хотят попасть, да? И вот в этой Америке ходить, я русский, там кричать. Для Дона Ахчи я слышал в многих эфирах, у него враги израильтяне, я слышал тоже. Можно его спросить? А русских тем более не принимают в Америку. Там закрыто для них граница, все. Так что приехали. Нет, неправда. Русский не может быть. Русские... Да, они приостановили это. Нет, неправда. Они приостановили для России. Подожди, послушай. Они приостановили визу, понимаешь? Они туристическую, не рабочую. Они все работают. Они просто временно, совсем месяц назад, они приостановили. Иммиграционную визу они приостановили, а все остальные пока еще работают. Я очень хорошо знаю это, потому что я сам получал эту визу, я проинформирован по этому поводу. Я слышу, что что-то там они не остановили. Иммиграционную визу остановили. Алеша. Вот Абдул Керим зашел внизу, мусульманин. Ахи, поднимайся. Али Муслиму. По-любому мусульманин. Поднимайте, поднимайте. Да, а то мы в политику ушли. Да. Все вот эти так называемые сунжинские казаки, да, которые там проживали, вот эти колонисты, все они русские давным-давно. То есть они там по России где-то поразъехались и давным-давно стали среднестатистическими русскими. И вот только Дон Ахча один говорит, что они там сунжинские, это украинцы, видите ли, там украинцы. Вот как они стали украинцами? У них паспорта были русские. Как они стали украинцами? Нашел, кстати, у тебя в паспорте что было? Тут Дон Ахча слился у нас. Дон Ахче придется жить в Украине. Советский Союз в паспорте у меня была национальность, написано Нохчу, вот так именно, СССР паспорте. Так что будешь жить, Дон Ахче, всю свою жизнь, оставшуюся в Украине. Больше тебе ничего не видать. Как бы тебе не хотелось...
Не, если даже он живет в Украине, кроме этого ему больше ничего не видать. Вот. Украине, почему они на войне? Чего они на войне? Ждун поэтому, Ждун ждет своих Не, братьев. какой Ждун, он бы на войну уже забрали бы его. Он ждет своих братьев русских. А нет, если он в квартире сидит, не выходит, то может спокойно сидеть. Я знаю много таких. Они, чтоб ТЦК не брали, вот сидят там в хатах, пьют, здоровые мужики, ухают, в ТикТоке эфиры ведут. Много таких там. Народ, ладно, уже 8 часов, короче, я тут на эфире, уже голова болит, короче. Завтра тоже раньше запустимся, заходите тоже раньше. Всем спасибо, кто смотрели, лайк, Переходим, спасибо большое. кто хочет продолжать, переходим на Машу. Я сейчас запущу тоже. Да, Давайте, да. Я сейчас подойду, всех приветствую. Марш Айлов, Давайте, свободно. Адик,